более актуальную проблему, связанную с состоянием нашей государственной программы. Вот к нашему совещанию подключился исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сергей Васильевич Мясников. Сергей Васильевич, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Да. Август Васильевич Егоров подключился, вот вижу я постепенно. Участников стало 32. Вот, так что я предлагаю работу начать. Вот, и, как я уже сказала, сегодня разговор пойдет вокруг реализации государственной программы значит, сохранение и развитие государственных официальных языков в Республике Саха-Якутия, состояние и проблемы реализации данной программы. Вот, но если вкратце, да, вот сейчас вкратце, значит, наша программа состоит из нескольких подпрограмм. И вот как, значит, в WhatsApp, мессенджерах и так далее, в социальных сетях, вот одним из первых, кто поднял этот вопрос, был наш коллега Павел Валерьевич Синофонтов. Он обратил внимание еще где-то 1,5 месяца тому назад на то, что на состояние нашей этой программы. И когда в первом чтении в нашем парламенте был представлен этот законопроект, конечно, нас всех возмутило то, что не предусматривается финансирование. Вот в этом году, мы понимаем, были сложности с бюджетом, финансированием было во всех программах сложности, но то, что вот даже на перспективу, на 2021-2022 годы средства не предусматриваются, конечно, это нас очень волнует. Да? Вот, как я сказала, хочу сейчас огласить подпрограммы нашей основной программы. Это подпрограмма номер 1 – повышение роли государственных и официальных языков в Республике Саха-Якутия. Как все знаем, у нас есть официальные языки, это языки наших малочисленных народов Республики Саха-Якутия, народов, которые проживают на территории республики, а также 2 языка, русский и якутский, это наши официальные государственные. Подпрограмма номер 2 – развитие образования на государственных и официальных языках республики. Раз мы касаемся образования, это значит напрямую относится к нашему подрастающему поколению, учащимся, детям дошкольных учреждений и школ. Подпрограмма номер 3 – расширение сферы использования государственных и официальных языков. Это вообще очень широкая тема, которая, конечно, сегодня волнует всех. Пусть этот техник подойдет, а мне погромче сделайте. Вихиге тупсарар бытыгар ананехта чол курдук наха кен далахнах программалы бытариари вихиге ол программалы бытыр наха юрбитпи, конечно, передавить катаголливита, но сегодня видим то, что эта программа у нас недостаточно, ей уделяется внимание и так далее. Вот Феодосия Васильевна подключилась к нам, приветствуем вас, Феодосия Васильевна, да? Вот, но я предлагаю нашу работу начать и думаю, что слово первое я хочу предоставить Антонине Афанасьевне Дубковой, так как это круглый стол проводится по инициативе депутатов. Да? Антонина Афанасьевна, пожалуйста, вам слово. Так, я в конце скажу, так, как бы подводя итоги, так, поэтому я приветствую проведение совещания, но актуально и своевременно, и перед принятием бюджета вот мы должны обязательно отметить свои позиции, которые будем отстаивать. Хорошо, спасибо, Антонина Афанасьевна. Тогда мы по заявленной программе начинаем нашу работу. Вот первым заявлено было, наших участников круглого стола стало уже 44 участника. Я думаю, что вы все видите. Еще раз я говорю, что есть такая опция у Zoom, где вы можете посмотреть, кто участвует, откуда участвует. Это тоже очень удобно. Ну тогда позвольте, дорогие коллеги, задать вопрос первый и дать слово для выступления Сергею Васильевичу Мясникову, исполняющему обязанности заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия. Сергей Васильевич, пожалуйста, слушаем вас.
Bütün günne Ütü gününden. mündü büyüngü teorik ostol kıttılaktara bastan turan bu büyüngü terehen iminnet teorik ostol bıhınan ıtıllara hüdde ve toğustak dihanlıvın afetsane munyak du parlamentske istidu bu bakka eminet teorik to ostol tolu alıran anıgılı bu istiptüngü tepsebet düğüldü bir kahamay tabgastah vannattan Allah kolu dihanlıvın. Ondan afetsane doklad kurduk bu bakka teorik ostolga sürünen sübelehi Kenapa perlukan kapasitiler? Oleh ne kapasitikan ahastık hanavutne diye kayıngen ehgini bırakın doğru tuttular anıralı. Сергей Васильевич, извините, пожалуйста. Вот видим, что подключились Розова, Солнышкина из Молданы к нам подключилась, Молчанов Александр Николаевич к нам подключился, да? Может, тогда, когда вопрос обсуждения чисто по программным вопросам, можно, наверное, это сделать на русском языке, Сергей Васильевич. Давайте из уважения к нашим коллегам предлагаю такой формат тоже, на 2 официальных языках. Спасибо. Хорошо, ладно. Коллеги, я рад, что сегодня именно в формате круглого стола собираемся, потому что этот формат позволяет нам общаться в такой атмосфере, путем обмена мнениями и так далее. И спасибо за приглашение участвовать. Я тоже, когда приступил к исполнению обязанностей полномочий заместителя председателя правительства в мае месяце, начал изучать, что мы имеем, какую политику мы проводим, какое финансовое обеспечение. И передо мной лежала государственная программа развития и сохранения государственных и официальных языков в Республике Саха-Якутия. Когда открываю, есть мероприятие, но финансирование указано 0. И для меня это было очень удивительно, никогда не сталкивался с таким документом. Для меня государственная программа это всегда означает финансирование по тем или иным направлениям. Это все равно означало, что сесть в самолет и попытаться улететь в какой-то другой регион, а в самолете емкость или бак пустой, не снабжен горючим материалом. И поскольку прыжок на месте, эта программа на самом деле принята по инициативе главы республики. В декабре 2019 года глава Айсен Сергеевич Николаев утвердил своим указом эту программу, но вместе с тем, исходя из тех или иных причин, к сожалению, коллегам не было обеспечено финансовое сопровождение этой программы. Поэтому я взял, когда готовился к сегодняшней встрече с вами, посмотрел сравнение статистику с другими регионами, как обстоят дела, как мы смотримся с точки зрения государственной поддержки и сохранения и развития языков. Ну вот в Национальной Республике есть, в Республике Татарстан есть аналогичная государственная программа изучения, сохранения и развития государственных языков и других языков Республики Татарстан. Объем финансирования на 2019 год, на 2020 год составляет 123 миллиона. 123 миллиона. Далее Башкортостан, тоже аналогичная программа с объемом финансирования 734 миллиона. 734 миллиона достаточно большой объем финансирования выделяет, оказывается, Республика Татарстан Башкортостан на развитие государственных и официальных языков. При этом объем самого бюджета Башкортостан, он сопоставим с нашим бюджетом. 220-224 миллиона. Далее, Республика Бурятия. На 2020 год объем финансирования предусмотрен 35 миллионов. В прошлом году 45, а в этом году 35 миллионов. Хотя объем бюджета Республики Бурятия составляет небольшой, это 70, по моим данным, на 2019 год 72 миллиарда рублей. Далее, Республика Тыва. У них, значит, объем финансирования на 2020 год составляет 6 миллионов 900 тысяч. 6 миллионов 900 тысяч. Но при этом у них есть особенность, вот в Тыве программа звучит развитие тувинского языка, то есть не государственных и официальных языков, а развитие тувинского языка. Такая же программа есть в Калмыкии, развитие калмыцкого языка. И с объемом финансирования тоже с небольшим объемом финансирования.
Ну вот у нас есть хорошая государственная программа сохранения и изучения государственных и официальных языков. При объеме нашего бюджета 225 миллионов, сопоставимо с крупными вот республиками Башкортостан, Татарстан, объем финансирования на 2019 год составляет 100 тысяч рублей, на 2020 год 100 тысяч рублей. И, соответственно, подняли на поверхность эту государственную программу. Мы, прежде всего, конечно же, инициировал обсуждение это на уровне исполняющего обязанности председателя правительства Андрея Владимировича Тарасенко. По моей инициативе участвовали народные депутаты Федосия Васильевна, Павел Ксенофонтов. И было очень, на самом деле, хорошее обсуждение, такое, дискуссия, все обменялись мнениями, но прозвучали разные способы, методы, но все были едины в целях. Нужно осуществлять государственную поддержку и предусматривать финансирование. И Андрей Владимирович поручил нам всем, в том числе Министерству финансов, при уточнении, при рассмотрении бюджета во втором и последующих чтениях предусмотреть полное финансирование этой государственной программы. Полное финансирование государственной программы на 2021 год составляет 56 миллионов рублей. 56 миллионов рублей, но я думаю, что этот объем, если мы действительно серьезно начинаем заниматься этим вопросом, то должны, соответственно, с 2022 года заложено 55, с 2023 года 55. Нам нужно будет в течение следующего года, тоже обсудив совместно, ввести корректировку этой программы, улучшить наши показатели, предусмотреть прошивку мероприятия и, соответственно, увеличить финансирование этой государственной программы. Вот, дальше. Ну, с точки зрения законодательного обеспечения, на самом деле в Российской Федерации, на уровне Российской Федерации, на уровне субъекта достаточно хорошо обеспечено. Есть федеральный закон о языках, есть закон республики, о языках Республики Саха-Якутия, в которых прописаны все государственные гарантии о том, что государство и регионы обязаны создавать условия для развития и сохранения государственных, в том числе родных языков, языков коренных малочисленных народов, других народов, которые проживают на территории того или иного региона. И таким образом государство создало необходимую законодательную базу. Второе, по социальному обеспечению. Ну, первое – это государственное обеспечение, второе – законодательное обеспечение, второе – социальное обеспечение, но прежде всего в этих законах указано как создание условий для обучения. То есть образование человек должен получать по своему выбору на любом языке. На государственном языке, на русском языке, на языке саха или на языках, официальных языках коренных малочисленных народов. Что у нас сегодня получается? У нас, к сожалению, только 56, вот по моим данным, 56% школ готовы создавать такие условия для обучения по выбору гражданина на официальных языках. Далее, по обеспечению, значит, соответствующими методическими учебными материалами и так далее, по научному сопровождению этих исследований. Я вот поднял также, какие были научные исследования проведены в предыдущие годы. Сейчас, конечно, у нас нет, как вы видите, каких-либо фундаментальных исследований. В 2012 году и в 2013 году были достаточно большие такие научные исследования, финансирование издания толкового словаря большого якутского языка, издан терминологический словарь якутского языка, проведены социолингвистические экспедиции по Республике Саха-Якутия, сбор и обработка информации о состоянии функционирования языков коренных народов и так далее проведен, исследования особенностей функционирования чукотского и долганского языков. Все эти исследования, они есть. Но другой вопрос, как сегодня используются и кем используются результаты этих исследований. Мы вложили бюджетные средства в эти материалы, в эти исследования, но, возможно, они сегодня
простаивают в шкафах, там, не знаю, в хранении, в библиотеке. Мы как применяем, как органы государственной власти, результаты исследований и, соответственно, проводим ли необходимую политику по использованию этих результатов. Вот нам нужно заняться этим вопросом. Далее, что я хотел бы ответить. Ну вот, действительно, хорошая тема была затронута и на прошлом нашей встрече у Андрея Владимировича. Римма Романовна тоже об этом при нашей встрече говорила, о создании терминов, об использовании языка саха в вывесках, в наименованиях географических мест, на дорогах и так далее. В других регионах это активно используется. Есть, кроме того, законодательная гарантия, что субъекты вправе использовать наряду с русским языком свои родные языки для указания их в географических наименованиях, местах, значит, проезда и так далее, на объектах недвижимости и так далее. Мы сегодня это насколько используем? Ну и самое главное, хотел бы сказать, что в заключении, самое главное – это образовательный процесс. Я возвращаюсь к этому. В какой среде человек обучился, на самом деле в такой уровень знания языка и получает в конце. И если мы создадим необходимые условия по выбору каждого родителя, ребенка, образовательную среду, то, соответственно, мы получим ребенка, выпускника, который свободно говорит и на русском, и на своем родном языке, и на других языках народов мира. Такое условие у нас есть, и мы обязаны вместе с вами реализовать эту задачу. И в дополнение к этому многое зависит от самих родителей. От самих родителей, потому что недостаточно, чтобы ребенок говорил в школе только на родном языке. Недостаточно, чтобы учителя только учили ребенка на родном языке. А более половины процентов знания дает родитель у себя дома, общаясь непосредственно со своим ребенком на том или ином языке. Если, конечно, например, я, будучи носителем якутского языка, буду говорить дома на русском языке, мои дети будут говорить только на русском языке и забудут свой родной язык. Но мои дети посещают русский класс, потому что моя школа не предоставляет возможности. Но дома я общаюсь на языке саха, поэтому дети мои свободно говорят на языке саха и свободно говорят на русском языке. Спасибо, готов обсудить с вами все возможные аспекты этой проблематики. Сергей Васильевич, спасибо, что затронули действительно такие вопросы, которые сопутствуют теме поднятого разговора сегодня. Да? Это как бы создание сферы общения, расширение зоны действия нашего языка и, конечно, роли места языков не только в образовательном, но и в воспитательном вопросе. Да? Но еще раз хотела бы я, чтобы вы обобщили по тем конкретным суммам, которые вы предполагаете ко второму чтению все-таки предусмотреть. И у меня главный вопрос, определены ли источники этих средств, которые вы со стороны правительства планируете внести во втором чтении по данной госпрограмме? Да, действительно, на 2021 год у нас в программе мы предполагаем предусмотреть финансирование 56 миллионов 600, как у нас планировалось в нашей государственной программе, это 2021 год. На 2022 год 55 800, на 2023 год 55 800. Общий объем 168 миллионов 200 тысяч, это объем потребностей в финансировании государственной программы в текущей редакции. И мы планируем, договаривались с Валерием Алексеевичем, с Министерством финансов, о том, что в ноябре, когда будет рассматриваться проект закона во втором чтении, при уточнении объемов финансового обеспечения со стороны, в том числе федерального бюджета, эту сумму предусмотреть полностью. Ага. Вот, в разрезе по подпрограммам, как эта сумма распределяется?
Так, в разрезе подпрограмм, значит, у нас в подпрограмме есть 3 основных направления, значит, вернее, ну, да, 3 основных направления. Это подпрограмма повышения роли государственных и официальных языков с объемом финансирования на, значит, на 4 миллиона 700. Туда входит и премия главы в области сохранения учения. Это вот касается популяризации, то есть повышения роли. Да? Премии – это проведение дней литературы и культуры коренных малочисленных народов. Это сценарии торжественных вечера на соответствующих языках. Это приобретение призов, изготовление материалов и так далее. Это 4700. Вторая подпрограмма непосредственно уже развитие образования на государственных и официальных языках. То есть касается образования. Объем финансирования этой программы занимает 90% всего объема, а именно 48 миллионов 200. 48 миллионов 200. Туда входит издание в основном учебных пособий на официальных языках и на языке САХА, официальных пособий, значит, для обучения детей на языках. И третья подпрограмма – это называется расширение сферы использования и популяризации государственных и официальных языков. Это предполагает одно мероприятие – создание портала для дистанционного обучения на родном языке. Объем финансирования 3 миллиона 700. 3 миллиона 700. Но мы обсуждали, мы говорим о том, что внутри подпрограммы мероприятия необходимо еще раз сесть и обсудить, какие, с точки зрения, какие еще меры могут позволить нам, дадут больший эффект для развития и сохранения официальных языков. То есть это вопрос уже после того, как мы примем наш бюджет, мы можем вернуться к корректировке внутри программы для того, чтобы выбрать наиболее оптимальные и эффективные меры поддержки. Ну вот, Сергей Васильевич, очень хорошая информация прозвучала, и я думаю, что было бы хорошо, если бы обсуждение этих подпрограмм прошло еще до принятия бюджета во втором чтении. До второго чтения, до ноября месяца, вот я надеюсь, что мы еще одно мероприятие с вами совместно проведем, обсудим. И вот как раз в этом месте, я думаю, Феодосия Васильевна, как один из инициаторов, значит, наполнения этих программ финансированием, содержательной работой. Вот сейчас хочу слово передать Феодосии Васильевне. Пожалуйста. Микрофон включите, пожалуйста. Так. Да, добрый день. Слышно, нет? Да, теперь слышно. Спасибо. Спасибо, я приветствую всех. И вначале хочу, здесь много ветеранов, да, с Днем комсомола все-таки хочу напомнить, было поколение, которое и без, может быть, каких-то особых поддержек, очень с энтузиазмом различные проекты, программы претворяли в жизнь. Да? Я хочу остановиться немножко на истории программ. В 2005 году, вот когда проводили международную конференцию под эгидой Совета Европы, мы инициировали принятие первой программы, да, именно по сохранению и развитию родных языков Республики Саха-Якутия. Тогда это был первый такой опыт по Российской Федерации. Историю надо посмотреть, но тогда все вот участники конференции сказали, что это первый опыт в Российской Федерации. И благодаря этой программе, вот то, что перечислил сейчас Сергей Васильевич, и научные исследования, и то, что результат, который мы получили, и какие-то сдвиги, они уже есть. Потом эта программа опять стала под программой. В 2012 году, когда пришла я в министерство, то есть правительство, опять-таки инициировала принятие отдельной программы. В 2012 году эта отдельная программа работала. Потом эта программа опять стала под программой. В
в 2020 году, вот в 2019 году, когда СОДА проходил согласование, этот вопрос мы здесь поднимали, я инициировала тоже, да, и мы эту программу утвердили и успокоили, что вот программа будет финансировать. Почему я об этом говорю? Потому что когда проводится системная работа и работают государственные программы системно, результат хороший, результат виден, да, а когда растворяется это, ну, эти мероприятия в программах, в частности, вот в программе развития образования растворенные, да, и поэтому мы конкретный результат, очень сложно, короче, получить результат. Сейчас Сергей Васильевич сказал об опыте других субъектов. Очень хорошо, допустим, Республика Башкортостан 700 миллионов туда вкладывает. Но я знаю, они вкладывают в основном эти деньги на создание именно учебников, словарей и так далее, да, то, что непосредственно, вот, и, ну, порталы и так далее, то, что непосредственно будет работать, да, то, что непосредственно работает. При разработке программы, конечно, участвуют многие ведомства, но при этом я хочу сказать, что мы должны интегрированно смотреть показатели, индикаторы, потому что в других субъектах, допустим, в Башкортостане, нет, ну, надо тоже уточнить, да, нет программы по развитию ЛНХО, допустим, да, но эта программа тоже работает на развитие языков, сохранение языков, культуры и так далее, да, в этом отношении. Есть программа «Культура», тоже там есть индикаторы, показатели, есть программа по развитию СМИ и так далее. Я к чему это говорю? Потому что мы должны смотреть индикаторы, показатели, и по другим программам очень хорошо, чтобы мы могли проанализировать. Вот я вижу Павла Николаевича, да, в свое время он написал, что республика, где меньшинство населения коренного, но и имеем кино на родном языке, имеем художественную литературу и так далее. Вот я про это хочу просто напомнить, да, проанализировать и другие программы. У нас сегодня проблема, очень сложная проблема именно по науке. Я еще раз хочу акцентировать. Вот Сергей Васильевич тоже сказал же, исследования проводились, а как это применяется? В данном случае я хочу сказать, мы в свое время, если там Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Чечня и так далее сохранили свои академические институты, научные институты, мы их потеряли. Я даже не говорю о институте языка и литературы, да, мы потеряли их. Мы потеряли институт проблем малочисленных народов Севера. Очень хороший, перспективный, комплексный институт был. Мы этого потеряли. Сейчас на грани мы теряем институт национальных школ. Я открыто об этом говорю. Я последние 4-5 лет этим вопросом занималась, но, к сожалению, сегодня мы теряем этот институт в пользу в целом Российской Федерации, потому что юрлицо этого института передается Министерству просвещения для создания юридического лица Института родных языков Российской Федерации. Поэтому, в принципе, спасая в целом по Российской Федерации данную проблему, данную тему и так далее, мы теряем свой институт. Когда теряется юрлицо, все равно это точно так же, как своя целевая программа становится под программой. Об этом я тоже сказала, поэтому я здесь останавливаться не буду. Да? Очень хорошо, что Сергей Васильевич тогда вот организовал, но я тоже встречался с Тарасенко Андреем Владимировичем, да, и конкретно этот вопрос тоже поднимала, потому что программа не должна оставаться без финансирования. Плохо, что у нас промежуточной информации при уточнении бюджетов и так далее у нас не было. Ну, я очень надеюсь, что сегодня мне сказали, Тихон Владимир Иванович будет участвовать, Михаил Петрович сказали совещание, да, но я хочу сказать, что очень хорошее поручение вышло от 28-го, вчера вот вечером, я думал, Сергей Васильевич сегодня об этом скажет. Здесь очень хорошие пункты есть, да, доработать мероприятия государственной программы, исходя, я еще раз хочу сказать, исходя из параметров, индикаторов, которые мы ставим в этом отношении. А также, по созданию портала сказали, 1.4 пункт, да, Минфину, да, уже конкретно Минфину адресовано, да,
в соответствии с установленным порядком определить, вот представить бюджетное ассигнование на реализацию мероприятий. Это все. Уже конкретно цифра сегодня озвучена, она известна, 56 миллионов 600 тысяч рублей. Это уже хороший шаг, я считаю. И то, что мы в тот раз сказали, что внебюджетные источники тоже должны быть учтены. В этом отношении я очень думаю, что и очень хочу, чтобы у нас диалог получился с Владимиром Анатольевичем, да, он в свое время, ну, как отвечал за подпрограмму сохранения и развития языков, именно принять участие в реализации отдельных мероприятий по реализации данной программы. И соисполнителям. Почему вот это акцент сделал на другие госпрограммы? Потому что они тоже должны, именно исходя из общих параметров, общих индикаторов, общих целей и задач, предусмотреть в своих программах ну, мероприятия, связанные с сохранением и развитием родных языков. Я про законодательство, начиная от Конституции, кончая законом об образовании, о языках, о статусе коренных малочисленных народов и так далее, не буду говорить, потому что в ближайшие 10 лет в мире объявлены годы именно сохранения языков коренных народов мира. Я много могу говорить, но я об этом сильно не буду останавливаться, поскольку мы сегодня конкретно говорим о программе сохранения и развития родных языков. Спасибо большое. Если будут вопросы, я отвечу на них. Спасибо, Феодосия Васильевна. Вот не уходя от финансовых вопросов, я хочу немножко передвижку сделать в нашей заявленной программе. У нас сегодня на круглом столе участвует заместитель министра финансов Никонова Октябрина Петровна. И вот в связи с этим те вопросы, которые связаны с финансированием, вот мы сегодня, нас порадовало, что в 2021 году средства заложены и далее в 2022 году и так далее. Вот, но тем не менее до сих пор была ситуация очень такая непонятная, неоднозначная, поэтому я все-таки хотела бы от Ирины Петровны услышать вот по источникам тогда, как удалось эти деньги найти, и все-таки вопрос, который, наверное, у всех на языке, почему этого не произошло раньше. Октябрина Петровна, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Ну, к тому, что Сергей Васильевич уже сказал, мне добавить нечего, кроме того, чтобы подтвердить, что источники этих средств будут те дополнительные средства, которые получим из федерального бюджета, те 30% дотаций на выравнивание, о которых мы докладывали на всех комитетах, что сегодня параметры бюджета предусмотрены пока с учетом только 70% дотаций, которые уже предусмотрены в законе. И, соответственно, вот 30% следующие, когда мы их уже конкретно увидим в федеральном бюджете, мы имеем вместе с вами включить в наш закон и, соответственно, под эти деньги определить те приоритетные расходы, которые могут быть за счет них включены. И одним из приоритетов правительственная комиссия определила именно программу языков. Хорошо, Октябрина Петровна, значит, в нашей государственной программе несколько исполнителей. Ответственный исполнитель — это Министерство образования и науки, соисполнители программы Министерство культуры, духовного развития, Министерство инноваций, цифрового развития, Министерство по внешним связям и делам народов. Вот. Участники программы и так далее, вот есть соответствующие структуры. Скажите, пожалуйста, как это будет отражено в росписях этих министерств? И успевают ли они ко второму чтению внести корректировки в те программы, в те свои объемы, которые они уже нам в первом чтении предоставили? Эти министерства же, мы их бюджеты тоже рассматривали на комитетах. Октябрина Петровна, включите, пожалуйста, микрофон. Так. Октябрина Петровна, вы меня слышите? Алло. Так. Видимо, какой-то технический сбой пошел. Так.
Она такая-то говорит, вот это. Так, Октябрина Петровна у нас отключилась по какой-то причине, ладно. Хорошо, далее по программе у нас, значит, выступление Министерства образования. Как мы уже слышали, что Михаил Петрович сегодня присутствовать не сможет, он пошел на совещание к Тарасенко. И Министерство образования сегодня у нас представляет Тихонов Владимир Иванович. Владимир Иванович, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, Мария Николаевна. Добрый день. Ага, Сергей Васильевич. Так вот, в основном-то Сергей Васильевич все сказал, что делается по этому направлению, но очень отрадно, что вот действительно вот со стороны правительства вот уделяется очень огромное вот внимание, и с следующего года так у нас вот даже вот мы получили поддержку и от председателя правительства. Так, мы в эту программу заявились, ну, как сказала вот Октябрина Петровна, так, мы в следующий год заявились в объеме 56 миллионов 600 тысяч рублей. Так, мы одобрение практически-то получили, изыскать средства в следующем году. Так, мы планируем издать 500 учебников в год по каждому направлению. Так, и это будет до 2024 года. У меня все. Но, Владимир Иванович, вы являетесь, Министерство образования, вернее, является основным исполнителем данной программы, да? И вот как у вас будет выстроено взаимодействие с другими соисполнителями? Это я перечислила уже Министерство культуры, Минцифра, внешних связей. Ну, Мария Николаевна, то у нас вот мы уже давно работаем с этими министерствами, у нас взаимодействие идет, вот, и созданы рабочие группы совместные, и, конечно, вот так и дальше будем работать. Ну, ясно. Так, хорошо. Может быть, я дополню, Мария Николаевна, вот относительно вашего вопроса. Тут ну, нам нужно, наверное, посмотреть с точки зрения того, что действительно в разных госпрограммах сидят различные направления, которые тем или иным затрагивают сохранение и развитие языков. Да? Ну, допустим, если взять, допустим, массовую информацию. НВК САХА сегодня играет большую роль в развитии и сохранении языков, вещая на якутском языке, на более 70% населения сегодня подключены и смотрят телевидение. Книжное издательство «Бичек». Книжное издательство, вот Август Васильевич присутствует, и они вносят неоценимый вклад в развитие якутского языка. Средства массовой информации, которые выпускают печатные СМИ и так далее, они тем или иным образом влияют на развитие языков. Вот, может быть, стоит нам рассмотреть, аккумулируя все мероприятия в рамках одной программы, чтобы видеть всю полноту картину развития. Вот, ну, это вопрос к обсуждению, да? Стоит ли это делать, либо это должны сидеть в разных госпрограммах и, соответственно, со своими исполнителями. Даже хочу добавить в этом месте то, что в прошлом году, когда принимались поправки в закон об образовании Республики Саха-Якутия, в статье 6, значит, мы, депутаты, внесли поправку касательно развития и поддержки детского чтения, в том числе периодических изданий. Мы знаем, что у нас в республике есть детские издания, такие как «Каскель», значит, и газета детская «Белямбол», «Хатан» юношеский журнал, но, к сожалению, они до сих пор не получают поддержки в той мере, которая бы была необходима. Ну вот то, что НВК САХА отметили, конечно, мы все очень даже согласны с этим, потому что видим, как контент нашей вещательной компании развивается, и он очень гибко реагирует на запросы общества. Это не может не радовать. И вот Олег Олегович тоже сегодня у нас участвует в мероприятии. Ну и если далее по программе, я бы сейчас хотела слово передать Шурковой Риме Романовне, руководителю управления по вопросам развития языков администрации главы правительства республики. Мы все знаем, что Совет по языковой политике возглавил лично Арсений Сергеевич Николаев. Мы им очень благодарны, потому что в начале этого года был подписан указ о признании Дня национальной печати. Действительно, со стороны руководства республики очень большое внимание уделяется. Я думаю, что Рима Романовна об этом тоже более подробно скажет. Пожалуйста. Так, включите, пожалуйста, микрофон, Рима Романовна.
А теперь слышно? Слышно, спасибо. Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемая Феодосия Васильевна, Мария Николаевна, Сергей Васильевич. Отрадно отметить, что сегодня мы обсуждаем государственную программу уже 3-й раз на сегодняшний день. Как вы знаете, уважаемые коллеги, любой язык имеет перспективу дальнейшего существования только тогда, когда этим языком активно пользуются. И если мы желаем сохранить наш родной язык, мы должны принять все меры для активного функционирования государственных и официальных языков нашей страны, нашей республики. Прежде всего, в стратегически жизнеопределяющем направлении. Законом о языках нашей республики от 1992 года были провозглашены основные принципы государственной языковой политики. Указаны полномочия органов законодательной, исполнительной и судебной власти, гарантирующие и обеспечивающие социальную, экономическую и юридическую защиту государственных и официальных языков. Основным механизмом реализации языковой политики является государственная целевая программа. По обсуждаемой программе подразумевается расширение использования государственных и официальных языков в внутриведомственной деятельности, органах государственной власти, органах местного самоуправления и на потребительском рынке. Это оформление вывесок, рекламных щитов, обеспечение обслуживания населения на государственных и официальных языков и другие. На сегодня что мы должны делать по принятию государственной программы? В ходе работы мы должны наработать план, где все предложения должны быть внесены по реализации и финансовому обеспечению программы. В госпрограмме должны прописать меры по изменению сложившейся ситуации. Только тогда мы можем обеспечить и в содержательном плане, и в финансовом обеспечении данной программы. Как вы знаете, управление было создано в 2018 году в структуре администрации главы и правительства. И вот с вашего позволения я бы хотела обратить ваше внимание на ту работу, которую сделало управление по вопросам развития языков. На сегодня у нас 6 штатных единиц. Из них 4 сотрудника у нас переводчики. Отдел переводов администрации главы и правительства был упразднен, и они как бы перешли на данное управление. Поэтому сегодня управление работает 3 переводчика. Они сегодня заняты письменным переводом с русского на якутский язык нормативно-правовых актов главы и правительства. Допустим, в прошлом году, в 2019 году, нами переведено 200 нормативно-правовых актов. Дальше, кроме этого, идут письма, руководства на русском языке, которые мы переводим тоже на якутский язык. Так, один специалист у нас перешел с департамента государственного и муниципального образования, которая работала главным специалистом приемной, поэтому она сейчас только проходит, имеет только такой опыт. И я как руководитель, у меня, как вы знаете, заместителя нет, 2 старших референта и 2 специалиста. Вот сегодня наша вот такая картина. Но тем не менее, в прошлом году мы инициировали провести ряд совещаний на уровне председателя правительства Солодова Владимира Викторовича и заместителя председателя правительства Балакиной Ольги Валерьевны по вопросам языковой политики и по вопросам структурных единиц нашего управления. В прошлом году мной были очень много командировок в нашей республике, в том числе я была и в северных улусах, и в заречных улусах, ознакомилась, посмотрела, как обстоят дела в языковой политике. На сегодня я хочу
выразить такую печальную новость. На муниципальном образовании у нас языковой политики почти что нет, работу не ведут. Так, допустим, я бы хотела отметить, что могу сказать, первое, игнорирование использования государственного языка саха в делопроизводстве и документации. К сожалению, в некоторых муниципальных организациях нет вывески на двух государственных языках. Второе, отсутствие единообразного и устойчивого употребления наименований географических объектов. Например, хочу привести пример из Усалданского улуса. Например, там слово поселок Бейдине написано Бейдинге, Саглыка, Сослыка, Курбугах, Курбусахский наслед, Угун-Кёль почему-то написано Усть-Кёль и так далее, и так далее. Третье. Отсутствие единого шрифта при оформлении информационных вывесок. Например, на выписке населенного пункта Хоро поверх буквы Х почему-то нарисованы красивые знаки. Непонятный символ. Вот поэтому мы рекомендовали усилить работу по использованию государственных языков в делопроизводстве и документации, внести предложение для определения и уточнения единого стандарта написания наименования населенных пунктов. На сегодня мы дважды получили отчеты с Усалданского улуса. Те замечания, которые были высказаны, они устранены. Дальше. В 2019 году по моей инициативе я выступила с большим докладом в заседании постоянной правительственной комиссии по вопросам административно-территориального устройства и географическим названиям. И внесла такие предложения. Во-первых, в целях обеспечения единообразного и устойчивого употребления наименований географических объектов определить и уточнить единый стандарт написания наименований населенных пунктов. Второе. В целях улучшения русской передачи географических названий республики с сохранением национальной формы топонимов внести изменения и дополнения в инструкцию русской передачи географических названий республики, изданной в 1976 году. И третье. Образовать комиссию по разработке каталога по географическим названиям на языке саха с привлечением ученых-лингвистов, специалистов в данной области для синхронизации действий при создании каталога. Римма Романовна, извините, пожалуйста, но вот некоторые затронутые ваши вопросы, конечно, они однозначно относятся к функционалу вашего управления, да, и поэтому мы сегодня обсуждаем проблемы, связанные с программой. Было бы хорошо, если бы вы отметили, как ваша непосредственная деятельность сочетается вот с теми 3 подпрограммами, там, так далее. Вот с отсылом на программу было бы, конечно, лучше. Да, я поняла ваше замечание. Замечание принимается, но я имела в виду, что из нашей работы требуется именно содержательная часть исполнения в жизнь этой программы. Вот поэтому я хотела обратить на это внимание, да, но, к сожалению, у нас еще до сих пор не выстроена система работы в управлении. Я вот сегодня хочу еще раз вот это подтвердить. Да, вот, насчет программы. С Министерством образования и науки мы в тесном контакте работаем над этой программой. И в содержательной части мы тоже приняли участие по этой программе, да. И, конечно, в этой программе мы бы хотели видеть разработки анимационных и мультимедийных образовательных проектов, курсы изучения языков, которые не было заложено, курсы повышения уровня знаний родных языков, информационное обслуживание населения в транспорте. Сегодня мы получаем очень много писем и звонков, что в автобусах неправильно как бы переводят. Также мы же хотели бы видеть там языковую политику в сфере культуры. В музеях, театрах сегодня мы все знаем, используется только один государственный язык. Да? Сегодня бы хотелось финансировать
международный языковой портал Илькен, который мы в этом году презентовали. И хотели бы тоже создать музей государственных и официальных языков при музее «Россия, моя Якутия», но, к сожалению, там же тоже просят деньги. Хорошо, Римма Романовна, спасибо. И вот, как говорится, не уходя далеко, конечно, структура вашего управления вызывает много вопросов на самом деле, да, и пользуясь тем, что Сергей Васильевич у нас сегодня участвует на мероприятии, все-таки, мне кажется, большинство сотрудников этого профильного управления Сергея Васильевича выполняет функционал документооборота, протокольного отдела, но никоим образом не направлена их деятельность на то, чтобы расширять вот и развивать нашу языковую среду. Сергей Васильевич, мы что-то можем с этим сделать, как-то изменить данную ситуацию? Да, абсолютно верно. Об этом тоже Римма Романовна, когда мы встречались, говорила о том, что сегодня специалисты работают как обеспечивающие специалисты, обеспечивают работу администрации, правительства по оформлению, по переводу и так далее. При этом, соответственно, уходит на второй план, на задний план, и забывается сама суть работы, это языковая политика и координация всей деятельности по сохранению и развитию. Поэтому я согласен к этому вопросу подключиться и обсудить с администрацией главы и правительства вопросы структуры. Ага, спасибо большое. Ну вот далее я хотела бы слово предоставить нашему коллеге-депутату Павлу Валерьевичу Ксенофонтову. Хотя у нас Павел Валерьевич не является ни филологом, ни, ну, скажем, человеком, ни гуманитарием, а чисто очень сугубо такой инженерной профессии человек, работает на ответственном посту Сахатранснефтегазбыте, если кто не знает. Но он у нас один из активнейших общественников и человек, который очень грамотно ставит вопросы. Павел Валерьевич, пожалуйста, вам слово. Мақтал, Мария, Баргатун, Өтекүнне, мен Элбақ байып бұғылақ, бейхін 9-6-15 болып бұтте. 6-15 кегіттер. Туда төгілі ғостол кәпсәті әтилегер керем. Сразу перейду к предложению. Хорошо. Правительство Республики Саха-Якутия значит, предусматривает финансирование государственной программы ежегодно до завершения данной программы в сумму не менее 50 миллионов рублей. То есть нам не надо рассказывать, что вот во втором чтении, в третьем чтении. Если есть государственная политика, то в первом чтении она должна быть. Не надо ждать каких-то федеральных денег, 30% или чего-то еще. Бастығы ұрытыға бюджет, бастығы ұрытыға атчауыда 5 миллион программа бар болықта. Это первое. Второе. Как вот Мария Николаевна заметила, да, и все вот коллеги выступающие заметили, у нас программу ведут 7 нянь, а ребенок без присмотра. Это будет продолжаться еще лет 10, короче. Она может продолжаться до бесконечности. Поэтому надо поддержать Римму Романовну и надо поддержать мнение Сергея Васильевича о том, что мы должны усилить управление. И второе предложение – это правительство Республики Саха-Якутия. Да? После утверждения руководителей, высших руководителей правительства, пересмотреть структуру правительства и внести изменения в части создания Государственного комитета языков Республики Саха-Якутия с расширением их полномочий, с значит, передачей им функции в части координации, полной координации данной программы и работы с улусами, с администрациями, со всеми значит, и заинтересованными сторонами. Третий момент. Это у нас Министерство образования. Да? Ну, я не хочу вдаваться в подробности в части образовательных программ там, и так далее, которые регулируются законами там, и так далее. Но у нас, вот как Римма Романовна тоже отметила, у нас в системах образования хахалы бичик олаха гаяхры. Олар хиджер хиддерегер. Олар ухуяннырыгар. Хахалы бичик олах хук кареты дек. Министерство образования
они должны, значит, мы рекомендуем им предоставить план мероприятий по организации соблюдения законов республики. В части, значит, составления вывесок, знаков, объявлений на 2 государственных языках. Замминистра это должен потребовать, и я считаю, что это его долг, короче, перед своими предками, чтобы обязать все учреждения, которые подведомственные, чтобы они вывески эти повесили, объявления повесили. Это вот 3-й момент. 4-й момент. Минтранс Республики Саха-Якутия. Пусть до конца года тоже предоставит планы по организации мероприятий, по, значит, установке дорожных знаков с правильными наименованиями на языке Саха всех наименований, всех направлений. То есть пусть покажут план, короче. Какой у них есть вообще как бы планы это исправлять. Вот Рима Романовна правильно говорит. Минтранс никакого действия не предпринимает. Я им сколько раз уже письма писал уже. Они меня отсылают, идите, Вилюй Автодор, идите туда, идите сюда, короче. Вот так вот отвечает. Это вообще абсолютно, надо на вид поставить Министерство транспорта, да, Сергей Васильевич, о том, что они абсолютно не палец о палец ничего не бьют. Я даже больше скажу. Недавно открыли Кобяйскую автодорогу, которую мы ждали 30 лет. Короче. Вы заметили, что они там написали? Короче? Я рекомендую вам посмотреть фотографии, что они там написали. Короче. Когда, как мы все говорим, давайте хорошо напишем, вот, ладно, понятно, когда 5 лет назад эту вывеску повесили, да? Но эту вывеску повесили буквально вот вчера, короче. Это позор, короче. И Минтранс, я предлагаю Минтрансу на вид поставить, Сергей Васильевич, и, соответственно, в наших рекомендациях обязать, чтобы они предоставили план. Короче. Потом по финансированию, да, вот Феодосия Васильевна правильно отметила, внебюджетное финансирование. Я направил письмо Андрею Владимировичу о том, что фонд будущих поколений. Бигеолог Чехнеттахана Корярюнгара сайты кидем фонд будущих поколений улетен. Барата туту это тора это барта баратура. Хагатылыгар хагайгетигер була кырала мындык тогоңоро териелер канан баран онуктара олох тохте то улхан оролу хохте кайып. Үлүхүн балана правительство Республики Саха-Якутия. Вот 4-м моментом обязать созвать внеочередное совещание, учредительное совещание Фонда будущих поколений, внести изменения в устав, чтобы не менее 10% от годового расхода Фонда будущих поколений было направлено на финансирование данной программы. Помимо 50 миллионов, которые ежегодно должна рассматривать правительство из своих источников. Пусть там будет конкретно указано не менее 10% обязательное финансирование государственной программы развития и сохранения языков. И пусть как бы, она как рекомендация у нас будет. Потом Министерство инноваций, да? Вот да, вот правильно отметили насчет НВК. Хорошо работают. В принципе, я постоянно смотрю, постоянно наблюдаю, но есть кадровая проблема. Это во всех средствах массовой информации, да? Я очень благодарен газете КИМ и лично вам, Мария Николаевна, да, что вы очень убедительно, уже сколько лет уже пытаетесь показать, как надо правильно трактовать и как надо саха эгетину на саха доргану хайдах джонгкилдиректах. Пусть они тоже предоставят до конца года план мероприятий по повышению квалификации своих сотрудников, да? Именно на платной основе, повышение квалификации по изучению родных языков. Пусть предоставят все государственные СМИ, которые работают за счет бюджета, да? Если у нас государственная политика есть, пусть покажут планы мероприятий до конца года и на 2021 год, как они собираются повышать квалификацию своих сотрудников. Но не надо перекладывать на своих сотрудников. Вот там, идите сами там в интернете посмотрите, а потом отчет еще принесите. Я вас знаю, правительство, не надо этим заниматься. Вы конкретно должны показать мероприятия, которые вы будете финансировать за счет того, чтобы
за своих источников, чтобы показать, что вы помогаете своим сотрудникам, а не требуете отчетности. Где вы там, как вы там изучали сами вечером там дома язык. Павел Валерьевич, вот вопрос подготовки кадров тоже это немножко отдельный вопрос. И он... Это не отдельный вопрос, это к программе тоже относится. И завершающее, да, вот Министерство культуры и, ну, кому я отдельно там скажу, да, вот Министерство культуры у нас, она называется Министерство культуры и духовного развития. Вы слышали, да? Духовного развития. Но если вы заметили, как она работает, она только занимается культурой. Духовного развития, по крайней мере, я как житель города Якутска и житель республики, я не заметил. Манна культуралар балар батта. Да, Лёва присутствует, Владислав Валерьевич присутствует. Ага. Мен көрдүгүлякпын на бу рекомендацияга тикилдеремете. Вот мы недавно создали Итагаль Сюбете. Это у нас общественная организация, которая будет координировать именно развитие, ну, то есть сохранение и развитие вероисповедания народа Саха. Если уж мы назвались Министерство культуры и духовного развития, я предлагаю в ближайшее время, до конца года, организовать с нами встречу и давайте обсудим, как мы будем координироваться, как мы вместе будем двигаться по развитию духовного развития нашего общества. Барабекеден билярат сахатыла, сахатага лингтта ситимнях. Ол ситиме каханда быстыбатага, онда быстыдыгыга. Биһиге хахайгетен хакатылын хайынырар боллак бытына, биһиге тагал битин эме өрүтү токтак. Сер битин томбутун өрүтү токтак быт. Ола түтүгө Министерство культуры и духовного развития аттамыт боллакытына, үлелем. Онтон ола түтүр үлелеп боллакытына. Сергей Васильевич, если они отказываются работать в части духовного развития, пусть они сократят свое название, пусть будет просто Министерство культуры республики, а не духовного развития. И завершая свое предложение по рекомендации круглого стола, хочу обратиться к газете «Кым», чтобы вы одну большую статью, разворот страницы написали про деятельность нашего уважаемого Алтын Сарына, да, который был одним из людей, одним из первых образованных тюркологов, который действительно очень много вклада сделал в развитие нашей терминологии, нашего языка, да, и обратились через газету «Кым» правительству Республики Саха-Якутия, да, и Фонду будущих поколений, чтобы увековечить его имя и назвать фонд будущего поколения именем Алтын Сарына. Дядя Павел Валерьевич, Кристиан Болулар Махтал, Улахан Махтал. Ага. Сейчас хочу слово предоставить Антонине Афанасьевне. Вот она, как и планировала, хочет как бы свои предложения высказать. И хотелось бы отметить, что Антонина Афанасьевна в прошлом году, когда принимались эти поправки в закон об образовании и так далее, действительно неоднократно ставила вопросы, связанные с содержательным и финансовым наполнением нашей государственной программы. И, конечно, от этого она не отступает. Антонина Афанасьевна, пожалуйста. Так. Ага, слушай. Так, сахалы хайгастык саңарар и битин истинник этинер иетыл бут үелерге хүппекке үйне хайда тураргар битимнех анал үле барара идденер итибиллер. Народ тыл народ кескиле, народ бая, народ күйе болар. Онон мен эти так 10 нетехтен баграбын. В показателях программы написано, что значит, доля населения, владеющего языком, должна увеличиться до 51% к 2024 году. И доля образовательных организаций, где преподается якутский и официальные языки, увеличиться должна до 82%. И доля СМИ на коренных языках должна приблизиться 25% до 2024 года. Чтобы исполнить эти целевые индикаторы обсуждаемой программы, обязательно нужно расширение сети школ, детских садов,
Вот школа АИК-то, вот нужно, вот хотя бы вот в Якутске у нас много, правильно пишут, смешанных школ, я не против этого, но тем не менее вот школы, где одинаковая среда, один язык, вот преподавание, да, нет, ну, преподавание государственных языков, но общение и так далее. Поэтому вот расширение сети школ обязательно, детских садов, школ. Второе, оснащение их учебными пособиями и учебно-методическими материалами. Вот заместитель министра сказал 500 учебников в год. Это разных учебников или один учебник, это тираж озвучен был. Я не поняла, хочу услышать потом, так? И далее, в одно время, вот когда Феодосия Васильевна работала, выпускались целые комплексы с специальной доской, учебными фильмами и так далее. Да? Снимались, было фильмы на якутском языке, учебные фильмы для учащихся национальных школ. Но сейчас вот что-то приостановилось последние 5 лет, поэтому вот должны быть это комплексы, нужно хорошо оборудовать. У нас есть прекрасные кабинеты, вот в связи с точкой роста и так далее, но кабинеты якутского языка и литературы, вот кроме портретов и устаревших учебников, ничего нет. Поэтому вот требуется в ускоренном режиме издание учебных пособий, учебно-методических материалов. Далее, в-третьих, вот издан прекрасный 15-томный словарь, толковый словарь якутского языка. Мне кажется, вот нужно обязательно его оцифровать и тиражировать, так, его в цифровом формате. А для этого вот тоже отвести определенную сумму. Я говорю дальше. В-третьих, у нас прекрасное издательство есть «Бичик». У нас их много, но «Бичик» прославляет нашу республику, много работают, идут в ногу со временем, но мы за какие грехи их с каждым годом сокращаем. Поэтому нужно в программе, нужна более такая детализация, четкая детализация, на какие цели, что, вот какие программные мероприятия, какая сумма отводится. Далее, значит, по финансированию. Вот совершенно верно сказали, что за счет средств федерального бюджета 0, за счет средств местных бюджетов 0, за счет небюджетных средств 0. Поэтому правильно предыдущие выступающие сказали, что в муниципалитетах тоже должна быть в каждом муниципалитете программа, специальная программа, вот, которые в одном, значит, русле проводит работу по укреплению, по развитию, сохранению родных языков. У нас, по-моему, вот этого нет на сегодня, точно нет, некоторых только. И чтобы было финансирование с муниципалитетов. Далее, вот как исполняются наши законы. Надо усилить контроль. 5 лет назад еще мы с Владимиром Михайловичем Прокопьевым, с Владимиром Михайловичем Членовым и Мамедовым Алиш Забитаглы, значит, работали и внедрили закон по географическим названиям, что улиц, дорожным знакам, ну вообще по географическим объектам. И совершенно верно, вот сейчас и Рима Романовна указала, и Павел Валерьевич, в том, что вот этот закон притворяется относительно, хорошо, может быть так, относительно, можно сказать, в Якутске, это по географическим названиям объектов, так. Единственный улус, который везде вот реализовал значит, основные идеи этого закона, Хангаласский улус. Там и на русском, и на якутском, где федеральная дорога, там и на латинском языке. Вот так должно быть во всех улусах. А то у нас разные интерпретации идут. И когда мы выходим на управление дорог, они, естественно, говорят, мы каждый год не можем менять. Это они говорили
и 4 года назад. Так, потом я даже перестала им звонить, потому что, но все равно мы будем требовать. Так, они сказали, что мы обновление знаков, когда будет, мы по всей республике, там есть регламент, через сколько-то лет определенная сумма отводится, и поэтому я не перестаю все равно настаивать и ждать, когда же все-таки эта норма будет исполнена, законодательство. Далее, по речи, конечно, радио, телевидение, должны быть, речь дикторов должна быть, естественно, правильной, эталонной. И много поступает к нам писем, исправления идут, но не всегда прислушиваются. Звонят там Ирмалай Скрябин, Гаврил Турантаев и многие другие, да, постоянные слушатели, которые высказывают, говорят, трубку даже не берут, надоели мы, видать, им. И все-таки, я думаю, самокритика и критику надо хорошо бы воспринимать, и, потому что это у многих жителей единственный рупор, так, и радио, телевидение, в интернете, вот за этим нужно тоже закрепить ответственных, ну, они и есть, но усилить их работу. Так, и в целом, значит, конечно, вот, например, речь приятно слушать Сая Наталью Михалеву, так, и мы знаем большую работу Лумха проводит Алексей Калининский, через песни родную речь пропагандирует, родные традиции и культуру, через песенную культуру. У нас много таких энтузиастов, и, пользуясь случаем, я хочу сказать, чтобы там, где присуждают звания народных, это действительно народные поэты, лидеры народа, духовные лидеры, да, и таких людей вовремя надо поощрять при жизни. И я много раз говорила об объективности работы комиссии по присвоению народных званий, и в этом плане я надеюсь, что сегодняшнее наше высказывание тоже дойдет. И, во-вторых, значит, имеет место все равно улусных взаимоотношений, к сожалению. И в этой комиссии вот должны быть представители и Вилюйской группы улусов, и арктических улусов. Вот правильное соотношение тоже в любых комиссиях, чтобы интересы всех зон республики были объективно и справедливо учтены, это тоже нужно учитывать. Все, спасибо. Спасибо большое, Антонина Афанасьевна. Вот очень много вопросов прозвучало относительно участия в программе Министерства культуры. Владислав Валерьевич, вы еще с нами? Пожалуйста, я бы хотела вам дать слово, но сразу хочу напомнить насчет регламента 5 минут. Владислав Валерьевич. Спасибо, Мария Николаевна. Конечно же, вот было много выступлений в наш адрес, мы их все принимаем в работу, и хотелось бы добавить, вот Рима Романова сказала о том, что все наши театры, музеи работают на одном государственном языке. Это, наверное, не совсем верная оценка. У нас, допустим, только по оперному искусству единственный в мире опыт создания оперы на юкагирском языке, поэтому, конечно, таким образом оценивать деятельность наших учреждений, наверное, не совсем верно. Театральное искусство тоже у нас ведет работу по всем языкам, по 2 государственным языкам, по языкам коренных малочисленных народов Севера. Ставятся драматические спектакли, и, конечно, это тоже очень большой объем работы. Что касается музеев, то, конечно же, тоже у нас сохраняется культура всех народов, которые проживают на территории республики, которые имеют статус, языки имеют статус государственных и официальных, но и также другие представители уникальных культур Якутии. То, что касается социально значимой литературы, то действительно у нас есть очень объективная проблемная ситуация. У нас на нынешний год предусмотрено 16 миллионов 250 тысяч рублей, а по следующие 2 года в утвержденной государственной программе на 2021-2022 год у нас предусмотрено по 6 миллионов 270 тысяч рублей. А на последующие годы, к сожалению, финансирование в настоящий момент не предусмотрено. Конечно же, мы вносим предложение по корректировке, но вот как бы нужно признать, что ситуация в настоящий момент не совсем стабильная.
И ну, то, что касается приложений, было провести работу по встрече с общественной организацией. Конечно же, мы готовы к любому сотрудничеству и взаимодействию. Спасибо. Хорошо, Владислав Валерьевич, да? Сергей Васильевич, вот уже неоднократно упоминается наше книжное издательство «Бичик». Вот сейчас Антонина Афанасьевна очень правильно сказала, надо вводить понятие «эталон». Вот издательств в республике много, частных издательств, очень много энтузиастов, которые полиграфией занимаются, издательским делом. Но действительно для всех нас эталоном является наше национальное книжное издательство «Бичик». Вот. Тем более, как вчера Август Васильевич проинформировал, они находятся в преддверии больших событий, планируют сделать большой ребрендинг, который бы помог им удержаться в нынешних рыночных условиях. Вот, Сергей Васильевич, это, конечно, очень настораживает нас, то, что 16 миллионов, вот это 6 миллионов, и то, что вот единственное издательство, которое тягается наравне с такими монстрами, как Татарстан, там, Башкортостан. И вот я лично свидетель, в прошлом году была на выставке, все эти люди, коллеги из Удмуртии, значит, Кавказских республик, Башкортостана, Татарстана, подходили к нашим издателям, и лично вот Августу Васильевичу, и говорили, что действительно даже их уровень зачастую не дотягивает до уровня нашего книжного издательства. Настолько оно уникальное, и настолько оно сумело и не только словом печатным, но и оформлением, таким дизайном и художественным исполнением на голову выше таких много финансируемых издательств из других республик. Сергей Васильевич, скажите, пожалуйста, нам что-то по этому поводу. Да, я с этой ситуацией знаком. Действительно, о том, что в этом году была часть суммы секвестирована для формирования резерва на борьбу с COVID-19, но считаем, что я тоже общался по этому поводу и с Августом Васильевичем, и с Министерством инноваций. Мы ставим цель и должны добиться, чтобы все-таки финансирование с 2021 года было полностью восстановлено. Минимум 6 миллионов. Хорошо, спасибо большое. Но у нас на сегодняшний момент 63 участника, доходило до 69. И вот что удивительно, сегодня у нас участвуют коллеги из далекого Оленёкского улуса. Прежде чем перейти, как говорится, к обсуждению, хотела бы им дать слово. Оленёк, вы нас слышите? Вы готовы подключиться к нашему разговору? Включите, пожалуйста, микрофон. Оленёк, слушаем вас. Так, кто из вас? Там 3 девушки участвуют у нас в разговоре. Пожалуйста, очень хотелось бы услышать единственный улус, который подключился к нам. Подключите микрофон и слушаем вас. Да. Да, слушаем вас. Представьте. Ну, я Анна Семеновна Николаева, главный хранитель Музея народов Севера. Газета «Сардана». Управление культуры Оленёкского района. Очень приятно, слушаем вас. Ну, очень рада, что поставили проблемы, глобальные такие проблемы. Вот эти проблемы как раз мы и хотели сказать. Но у нас, как говорится, главная проблема в том, что, ну как я главный хранитель, да, вот в госкаталогах всей России мы видим, какие там предметы имеются, но вот северные предметы, оказывается, очень мало, и мы работаем над этим, и поставили не только на русском языке, как требуется, но и пишем на якутском языке и на венкийском языке. Ну, вот насчет дошкольного образования. Я работала 5 лет в детском саду и встретила с такой проблемой, как вот по эвенкийскому языку сопоставила с английским языком, ну, полигами, да.
И литературы по дошкольному нету из Республики Саха. Мы почти работаем по литературам красноярского издания. Я удивляюсь, как это у нас целый институт такой есть, и по дошкольному образованию методических и вот литературных нету. Школьных много. Это поэтому я не могу, на этом я не могу остановиться. Так, и второе, по культуре, тоже я как-то связана с культурой, и тоже вот песни, которые я слышу, это песни тоже из красноярских певцов, и переводов. Из нашего перевода о Анны Муреевой песни есть. И все, на этом оканчивается. Наши певцы поют одну и ту же песню под разную импровизацию. И мне понравилось то, что хотелось бы вот с бурятскими ознакомиться, потому что у них один человек есть, который инструменты эвенкийские делает. А у нас таких мастеров нету, которые делают эвенкийские инструменты. И хотелось бы, конечно, связываться с бурятскими ивенками. Ну, вот такие, например, проблемы я могу сказать. Спасибо большое, Оленек. Будьте далее на связи и участвуйте в нашем разговоре. Я сейчас бы хотела, раз вопрос непосредственно прозвучал касательно и дошкольного образования, школьного, у нас сегодня присутствует Светлана Степановна Семенова, генеральный директор Института национальной школы Республики Саха-Якутия. Ну вот как очень тревожно выступила Феодосия Васильевна, что там происходит и почему есть такая опасность, что мы можем потерять наш уникальный институт? Так, уважаемые наши руководители и народные депутаты, дорогие коллеги, да, конечно, я прежде всего расскажу, что происходит с нашим институтом. Но многие, вы знаете, что начиная с 2014 года наш институт вместе с Феодосией Васильевной, да, будучи она в должности заместителем председателя правительства, министром образования и науки Республики Саха-Якутия, в течение вот 5-6 лет мы пытались инициировать передачу института в собственность Республики Саха-Якутия. И последний разговор у нас состоялся в мае этого года, да, у Сергея Васильевича Местникова. И Республика Саха-Якутия, она сказала как бы свою позицию, что институт желательно оставить на федеральном уровне, да, а с федеральной стороны конкретно в прошлом году сказали, что институт национальных школ нужен на федеральном уровне, и они не намерены передавать институт обратно в республику. И в данное время наш институт находится на этапе переименования Института национальных школ Республики Саха-Якутия в Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации. Это первое, да? Второе, это перевод юридического лица Института национальных школ в Москву. И следующий шаг – создание филиала Федерального института родных языков народов Российской Федерации в Якутске. Все сотрудники института, которые хотят работать в головном институте и хотят переехать в Москву вместе с институтом, они имеют право туда перейти. Но в данное время у нас таких специалистов почти нет. Все мы остаемся в Якутске и будем работать в филиале Федерального института родных языков народов Российской Федерации в городе Якутске. Исторически в 1961 году был создан якутский филиал НИИ национальных школ Министерства
просвещения РСФСР. И в Якутске был якутский филиал. И на базе якутского филиала был создан наш институт. И получается такой кругооборот, да, Республика Саха-Якутия сохранила институт, и этот институт становится базой Большого федерального института. Мы пытались сделать переход института в республику, поэтому наша совесть с Федосией Васильевной в этом плане вообще чиста перед республикой и перед народом, скажем так, да. А на федеральном уровне то, что институт появляется на базе института Республика Саха-Якутия, это, конечно, люди это высоко оценивают, скажем так, да. Вот. Потом по поводу нашей программы, да, я вслед за Сергеем Васильевичем хочу отметить, да, о необходимости эффективного использования вот этих выделенных золотых денег нам, да, поскольку вот особенно в прошлом году, когда спрашивали с нас регионы на федеральном уровне о целевой программе Республики Саха-Якутия по реализации языковой политики, я просто не находила слов от стыда. Сахалит така көтөкпін, кыбыстан көтөкпін кынатын суах, темирехпін сирктанах полан калачи. Поэтому эти деньги, они золотые. И могу конкретно сказать, что необходимо стремиться, да, к консолидированному использованию вот этих денег. Под руководством Федосии Васильевны мы несколько лет, да, вот, реализовывали вот первую нашу языковую программу, и там что как бы делали, да? Вот словарь, наш большой толковый словарь языка Саха, разработан через Институт гуманитарных исследований как государственное задание из федерального бюджета. А сами словари, они были изданы по финансовому обеспечению через эту программу. И таким образом получился очень качественный, хороший продукт, да, который может достойно представлять результаты работы государственной целевой программы. И для этого я предлагаю создать информационный банк, да, или можно как-то по-другому назвать, вот на базе вот управления Римы Романовны, да, банк данных всех как бы тем государственных заданий, проектов, да, которые финансируются из федерального бюджета. Институт гуманитарных исследований это тоже очень большое крупное федеральное учреждение, делает очень много работ по языкам народов Севера, да, республики, по якутскому языку. Есть федеральный университет, да, который тоже вот определенно принимает очень активное участие в реализации языковой политики республики. И наш институт, да, по системе образования имеет определенные возможности получить федеральные деньги на решение конкретных вот вопросов реализации языковой политики на территории Республики Саха-Якутия. Также хочу сказать, что отметить, да, язык Саха должен быть полноправным языком профессиональной деятельности, особенно педагога. Ну, об этом вот наши депутаты говорили, о качестве речи наших ведущих дикторов НВК Саха. И назрела на самом-то деле необходимость создания в Республике Саха-Якутия такого сертификационного языкового центра, который мог бы заниматься повышением квалификации специалистов по разным направлениям, да, которые используют в своей профессиональной деятельности якутский язык и язык коренных малочисленных народов Севера. Также хочу сказать, что в этой программе особое внимание мы должны уделить именно языку Саха как государственному. Благодаря многолетней деятельности Федосии Васильевны по инициативе появления на федеральном уровне «Дети Арктики»,
есть возможность разработки всех учебников на языках коренных малочисленных народов нашей республики, не только учебников, но и учебных пособий по финансированию через программу «Дети Арктики». И мы должны искать побольше вот таких возможностей, да, чтобы нашим муниципалитетам, общественным организациям тоже досталось финансирование, да, для реализации языковой политики. На самом-то деле языковая политика реализуется именно на муниципальном уровне. Также по научным исследованиям необходимо обратить внимание на социолингвистические исследования по формированию двуязычия и многоязычия в целом по Республике Саха-Якутия и особенно в детском возрасте. Наша республика является вообще уникальной республикой, потому что наши народы севера, они многие владели минимум 3 языками: своим родным, якутским и русским. И такое положение, например, сохраняется в поселке Себян-Кёль. И нужны социолингвистические исследования, которые вот, проявили бы научно вот этот наш феномен. Также необходимо, чтобы для наших педагогов, для подготовки педагогов и повышения квалификации, их квалификации, да, по реализации образовательной программы на якутском языке нужна программа для наших вузов и педагогических колледжей по обучению наших будущих педагогов именно профессиональному педагогическому языку на языке Саха. Ну, вкратце так, Мария Николаевна. Светлана Степановна, большое спасибо. Вот как раз вы затронули такую актуальную тему по книжному обеспечению, да, по издательским вопросам пособий и учебников. Вот Август Васильевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники совещания. Спасибо организаторам за такое совещание, очень нужное, необходимое. Ну, во-первых, хочу всех поздравить с тем, что мы вчера узнали, что наша республика стала самым читающим регионом России и литературным флагманом России. Всех поздравляю с этим прекрасным успехом. Это наша общая победа и правительства, работников сферы культуры, печати. Это общая наша победа, коллеги, средств массовой информации. Но сегодня очень интересный разговор идет. Конечно, есть проблемы во всех этих направлениях. И в издательском деле, вот сегодня очень многие об этом сказали, затронули. Я тоже хочу коротко сказать об этих проблемах. Да, вот проблема финансирования, она была, есть, и думаем, что решится, в конце концов, эта проблема. Мы с Сергеем Васильевичем об этом тоже говорили, он поддерживает. Ну и конкретно, если говорить по программе сохранения и развития языка, то, конечно, тут очень хорошо, что вот в последнее время и правительство, и Госсобрание Тюмень уделяет достаточно внимания. И в конце концов вот, наша программа обретет реальные финансовые средства, и программа будет работать, как уже было сказано. И мы не раз предлагали включить в эту программу, тут секретов нет, наши дети сейчас очень мало читают, или практически не читают, сидят за смартфонами, смотрят YouTube и так далее, да? Поэтому мы предлагаем включить в эту программу издание электронных книг для детей, мультимедийных книг для детей, чтобы на родных языках наши дети тоже имели
возможность вот использовать современные технологии, возможность иметь, читать, смотреть, слушать и электронные, и аудиосказки и так далее, да, электронные детские книги. И во-вторых, все-таки нужно, да, в эту программу включить перевод мировой русской классики на якутский язык. Такого перевода раньше делали в советское время. В последнее время перевод, ну, из-за отсутствия средств вообще для перевода средств нет, поэтому перевод вообще не делается. Давно не делалось. Перевод на якутский, другие государственные официальные языки нашей республики. И есть проблемы издания классиков якутской литературы. Вот начиная с 2005 года мы работаем, да, вот в течение 15 лет над изданием Золотого фонда якутской литературы. Была запланирована выпуск 126 томов. На сегодняшний день издано ровно половина, 67 томов, всего за 15 лет. Есть большое желание и у нас, и у писателей, и у населения, чтобы к столетию республики вот этот уникальный проект, который нигде, ни в каких регионах нету, был у нас осуществлен, да, издание трудов наших классиков Золотого фонда якутской литературы. Конечно, на это требуется, конечно, немалые средства. Вот если вот сегодня говорили о Башкортостане, Татарстане, конечно, у них очень хорошо финансируется вот издательская деятельность по сохранению родных языков. Вот Башкортостан, мои коллеги, издательства, государственные издательства Башкирии, Китаб, они получают из госбюджета ежегодно 140 миллионов рублей. А мы получаем, ну вот 16, да, и то каждый год хотят урезать, там уже 3 года подряд в ручном режиме голова подключается и своими поручениями дают, чтобы отставить вот эти 16 миллионов. Поэтому вот, Владислав Валерьевич, вы сегодня сказали, я надеюсь, что на уровне 16 миллионов вы все-таки оставите, и начиная с 2023 года, чтобы там не была цифра 0, а вот тоже хотя бы минимальная сумма 16 миллионов стояла. И насчет вкратце по изданию учебников, да, действительно такая проблема, очень большая проблема стоит. Сейчас Министерство образования в последние 2 года по изданию учебников или не выделяет, или практически очень мало средств выделяет. А раньше, помимо даже учебников, мы издавали, вот как было уже сказано Антониной Афанасьевной, Пери Феодосия Васильевна Габшева, мы издавали даже комплекты для кабинетов якутского языка и литературы. Это не только и для КМНС тоже издавали. Отдельно кабинетами обеспечивали. Комплектами учебников и для чтения на родных языках. Литературы на родных языках. Хорошо. Вот это надо тоже возобновить. Это тоже школам необходимо. Поэтому вот было бы очень здорово, да, чтобы эта наша программа по сохранению и развитию языков действительно заработала. Ага. Спасибо. Ну вот надеемся, что вот во второй подпрограмме же Сергей Васильевич сказал, 98% объема финансирования пойдет по второй подпрограмме развития образования на государственных официальных языках. Очень надеюсь, что наша книжная издательство «Бичик» обязательно будет в этом вопросе задействовано в исполнении этой подпрограммы. Ну и сейчас вот наш коллега, депутат Михаил Дмитриевич Гуляев, председатель профильного комитета, просит слова. Михаил Дмитриевич, пожалуйста. Үтө күнден тиктабаллах коллегалар бүгүн улахан солталак вопрос көрүлдүр төгөрөс. Биһиги
bu oloqtoq omuktar halgı bar bolup tuhuqtu diyen. Tılbıt bar bollağına omuk bar bolar. Onun bollağına bu kem keldi arastan ahar. Hebeşke kemge bu emiye kolubura hakatla da huquq kudduk bolar jiguta. Onton bu ular yıllarga emiye usuk kemler barıtlar. Onton hamanlık üylehini ulan kördükü 2005 yıllaka anan tıl haydıtır programma körüldüğü bollağına. Oççolurga 160 milyar bollağına bilin 200 milyar. Onton bu bastıkı publisine ağırga 0 devitteler oluğanlık soğuydu. Onun bollağına hamanlık tekınada behege hakalar bu oluqta omuktar bütün onunla gosударственный tıl bitigar behe bebik hamap bollaq butuna kedijon kahandıqtıra huwa. Onunla sistemalar betek bitne manık hılaya körörgüne sistemalar betek bitne hılaya aydan buluğa ona hıya kötüramadı. Olihin behege kayanlağını manna turorsan iti bugün Sergey Vasilyevich atın regionları denen körgütü hüdda şey. Hamanlık denen übülehini olurgu Tataristan, Baskırstan tahımlar tarih kanadı. Bilgin kolubura 2005 yıllaka iti Fidosya Vasemneter oççolorgu uje kuttamı teyip ollak bıtına hibilin bihi kuttalarken mükemmel. 2010 yılgası olur hakalı şeyde hağarallar ete. Hibilin naşane klası olur uje hağarbat beylerin kırdıları daha tilehiriger muçalık hepsiter oldular. Olihin bollağına bihigi bu tuğuktan haydıkta kalanır evet. Onu kanlık bağırar halalukta haydığa killerer, onunla haydığa höptü behenlere ebehnehe. Olihin bilgin halayatçılar, bu deputatlar tüstabarı Sübeli Hemmid höptü oğulur bilgin haydığa höptü behenleren körüyokta. Çokulu bura ınbıkabıt naha çöydük köddürer, hakalı radyo var, televizyon var. Bilgin oğullar hakalı radyo televizyon istifektir. Bilinler YouTube'u körüldür. Olihin bollağına bilgin tuğuk iti kayıskağa küskö ülebitin halayık taqbıt. Kolu bura bugün iti uçemliklerin bu prostan kapsatı uçemlik var boluqtaq onu üyerektahin ministerstvede körüyöktaq kultura beytin kayıskatına nime körüyöktaq toq günler beyden programmaları. İti toq programmatır botak. Tıl hayditin programmatır botak. Tıl hayditin programmatın oluq tuğundan körün inne programmatır oluq çöpçü imenle haydigar anan oççuğuna bu ağayak körüdüler kaççı tuhalaq boluğa. Ondan haydiganan körbökkö bartın tanqatan biştak bitine atın programmalarga ebilik kurduk, ebeter atın programmalarga hamalık kurduk tuttak bitine bihigi saydığını kayan orbap. Onun bugün hubu tuaqqa oluq etiqanada imenle programmaga iş qoğunugar uluqan boqumtun gurarga diyen Onunla bollağına haydiga söptü behenleren bu hangalı kayıska killeren biri kadiyen etiylak. Maqtal. Так, значит, Михаил Дмитриевич, спасибо вам за выступление. Но у нас, как говорили, программа состоит из 3 подпрограмм, и вот последней, 3-й подпрограммой, значит, у нас обозначено развитие, расширение сферы использования. И вот прозвучало, что 3,7 миллиона будет предусмотрено создание, значит, электронных форматов, электронной базы. Но у вас есть вот электронные средства массовой информации, это наша национальная вещательная компания, и Саха Википедия. Вот я сейчас хочу Олегу Олеговичу Маркову слово дать, а затем Николай Николаевич, пожалуйста, подготовьтесь. Олег, пожалуйста. Үтөгүннен күндү төгөргө стол кыттылактара бу чөй багайы төгөргө стол боло турар. Мен манна албахта бу НВК Саха дене хиттиму Михаил Дмитриевич автобус тобро сөйләһәбин биһиге сайдыга никидикке барыга Сахалы тыгы сайыннары гөлөр яктакпыт. Биһиге компания вот бастыкы сыла соруга ден билден туран Саха тылын культуратын сайыннары она таргаты. Билигин биһиге компания вот самай надлах кеметиен келди. Биһиге bu ayak sıllatı üstlenler tüger bu ulakan programma kiddi multiplex de sürbe federalne kanalı bosko targatıydı. Ama yok bu federalne
программага региональный телекомпаниялар кийбетлер. Сеп ол комойок индибит оларан мен бэм интернет боллагана бэвтер вызов курдук ылынабын бейг оһууннубут онна өссө күскө үлелирге онна арас атын эйгенен килерге бэвит үлебитин сагалатыбыз. Бу биһиги бу программага кийбетак биттен ола комой баппут онна биһигини сахала сөтөрбеттер дибит. Биһиги бу нине республикага олорор сахалары бартын түмер телекомпания бит боллакпытына. Колобура Жиганский олорор сахан, Ерингерге олорор саханы кытта тох себястага жир боллакына кини биһиги телевидение бут онна радио бут нүңө себястагырды. Билигин боллагына сака сиренере болбакка андай ду сахаларын түмен олар бут. Тоя дакына бу биһиги НВК саха онна радио бут приложенияларын агыс тыгынча киһи Россия таздойдутулар качайдан кирер. Олата биһиттен барбыт атын таздойдуга олорор сахалар бут бары саха сирен кытта себяһы билен туран бу биһиги телевидение бут онна радио бут нүңө эме тутан олар денетер. Оларам комойокен мен бу маннан бах депутаттар бааларга тектин багарабын биһиги национальная телекомпания бут кайдактагыны законодательно көмүскемнакка турар. Комойокен биһиги холобурати 2 каналлах бут мучылы саңарар Якутия 24 телеканал бут холобура кени законодательно көмүскеллер кени боллагана хүрбе бирис кнопканан кийбите обязательный общедоступный телеканал на кабельном телевидении кени холобура көмүскеллер. Онтон саха телевидениета бүгүнкү күнгө токтагыны комойокен көмүскеле со. Биһиги кырдыкты сайдыга баракта. Телевидение ден билден турантан элбек катчыны эрер терилте болар. Онотон көрдөккүнө качты дебен курдук. Оларен этини ылан бартын ырадан көрдөккүнө биһиги компания өтөр көрүлөр качыттан комойокен агохон барахына барта хамнаскара баран турар. Онтон сүлбер барахына биһиги дигинан сайды бутыгар баракта качы биһиги бэбит көрүнөр качы бут. Ол коммунальный услугага токка бартыгар барар качы. Хайдыга билген биһига качы комойокен хайдактан халбата. Этинне биһиги күскөлө лехтах биттяханын депутаттары гытта биһиги телевидение бут национальное достояние курдук бу сакатылын көмүскүр курдук тугара законун билген этилен халара бите болду. Тоя канаттан билген туран сылмая карчы үп карчы быһыллар түгеннигер бу улахан бюджетте актар ден бу торазы биһиги телевидение дигеп берлер бастан тур биһиги болду биһигитен карчы бутун бахан керен бараллар бетта. Онуттан бу манна биһиги үлеле хэммит хайдагара закон тахарам республика хигер бу сахалы тыллах телевидениены онна радионы көмүскүрүт эбите боллар ден. Онна тети Михаил Дмитриевич атта кырдыкты бу саха телевидениета онна радиота оголорган үлелехтахтен бу манна ютубка ген барехтахтен биһиги боллагана булриңаттан биһиги канал бутыгар бар ого редакциятын эфиртен ылан тураммыт бу ютубка кинлер келер бит. Доя дакына биһигини оголор ютубка көрөннөр сахалы саңара өрөнехтахтер онна сахалы эйгени ютубка үескетерген. Бу манна билен туран услухан үле ытылдыкта. Колубра биһиги государственное заданияны саха телевидениетигер онна радиотигер телевидениега онна радиога дегенлар. Биһиги боллагана сахалы эйгени интернетке элбет ихтахты. Оларан биһиги интернетке анан үп катчы компания бутыга көрүлбөт туспа. Государственное задание курдук биһига келбет. Биһиги государственное задание үткен телевидение онна радио. Оны биһиги бэбит бүгүнгү кеме бүгүнгү олох тетимен ыхтымарыбыт бу күскө бэбит интернетке баран ребит боллага же тохтаганы анан көрдөккүнө кинеха анаммыт үбө катчыта хуак. Ол ихин биһиги бу интернетке күскө үлелирге биһиги белеммит оннотта биһиги үлели даганы сылжабыт. Онноттон бу кырдыкты келин тыл сайдыгытыгар интернетке көрүллерге элбак катчы үп катчы бу интернетке сайдыга көрүллөрнө оннотто биһиги ол эйгетигер үлелирге белеммит. Бу Август Васильевич Эпперин курдуготтон биһиги бу сылдар тухары өрүйтүн Татарстанга, Башкортостанга хаян калбит хаддагара кинлери холобур мостан калбит оларан бу бидехик асылларга биһиги холобур телевидение на радио нетер боллакытына билген дигинен татардар оны башкирдар кинлерге тадаганы будан биһигинер албак бюджет көрүллөрүн хем кинлер биһигини билген холобур курдук омостолду. Биһига билген холобур келелер кинлер кайдак үлүлөр бутун көрүллөр. Тоя дакана билген бартын рейтингинен көстөр болла ханнык регионнар телевидениелер күскөлүлөр. Оноттан бу бидехик кемнерге биһиги телевидение бут радио бут рейтинге үрдән билген биһиттен холобур ылан олороллар. Олар бу маннык тетими биһиги хыктыбакка бара турар битигер биһига күстәк бүлнәдә. Бу правительство дагы төттен депутаттар дагы төттеләр. Дені технин бағарауын, тылбастыр.
Спасибо, Олег Олегович. Да, вот, Сергей Васильевич, наше министерство по инновациям тоже находится в вашем ведении, да, вы являетесь куратором нашего министерства. Вот предварительно мы с Анатолием Аскалоновичем тоже проговаривали вопрос о законодательной поддержке нашей национальной телерадиовещания и хотим туда еще добавить новые вот эти форматы цифровые, которые призваны будут тоже развивать вот эту сферу. Вот. И вот такую законодательную инициативу мы собираемся вносить, но мы все знаем, депутаты, что любая законодательная инициатива очень часто теряется в коридорах власти. Я думаю, что в отдельном случае касательно нашей НВК и вот этой сферы в целом, этот законопроект должен быть нашим совместной инициативой, которую мы тоже, депутаты, я думаю, что Антонина Афанасьевна, Феодосия Васильевна поддержит меня. Обязательно такой закон нужен, потому что действительно подтверждаю, часто бываю в этих национальных республиках, контент их вещательных компаний на голову, скажем, наше выше, опять-таки, как в случае и с Бичиком. Всегда я включаю их кнопки национального вещания, для меня это представляется очень большой интерес. С утра до вечера я вижу, что они крутят либо там какие-то свои концерты старые, либо какие-то архивные материалы, но такого оригинального контента, как наша вещательная компания, действительно у них нет. Это я могу подтвердить. Вот. Поэтому очень надеюсь, что в случае подготовки такой законодательной инициативы со стороны правительства в вашем лице мы хотели бы заручиться поддержкой. А сейчас хотела бы я слово предоставить Николаю Николаевичу Павлову, нашему энтузиасту, общественнику, благодаря которому наша Сахатыла Википедия бар был бутыгар Николай Николаевич Улахан Öngölях. Николай Николаевич, пожалуйста. Мақта күнді мұнях күттілақтыра тұмбақсатын тұран бұл Мария Николаевнаға егестер кетер барагытыға улахан мақталбын тердеметі. Одетеқа бұл кығалға теден кеддік күйін кығалға болды. Бұл кығалған күттік көтігер. Қамсық бар ден тоқтан қалбаққа төнбеге бар үлеләні еқтаяқ біттен. Диханыбын, оның барға мақтал Мария Николаевна. Ота бұл тойыпты құдықтар баларынан дейікті. Onun tuhana neticelerden arayı kendine getireyim. Bu programı onu übileniyere sığınmak olmadık. Toğdu da kattan bu jonga baraları yeri arakan, bir etünen iki sökünen bollağına Джон истери gerektekte уратı olur bolları. Так что я перехожу к своим предложениям достаточно. Ну, может быть, вам покажется достаточно широкими, но прошу понять. Первое, ну, поскольку мы сейчас находимся в онлайне, сразу бы хотел сказать про обеспечение синхронным переводом вот таких вот мероприятий. Потому что такой формат, естественно, он надолго, я полагаю, как эпидемиолог в том числе. Ну и, с другой стороны, технически это возможно, и это легче сделать, чем такие настоящие мероприятия, которые где-то в помещениях проходят. Второе. Республика, ее исполнительная и представительная ветви власти должны организовать, я считаю, наладить сбор средств от общества. Потому что, естественно, в наше время нехватки бюджетных средств, уповать только на государство, только на республиканские средства, мне кажется, мало, недостаточно. Что я имею в виду под обществом? Под обществом я прежде всего имею в виду, конечно, во-первых, предпринимателей, ну, во-вторых, физических лиц, ну и благотворительные организации. Почему еще важно привлекать средства населения и предпринимательства? Потому что иначе наш народ, скажем так, привыкает к какой-то ситуации, когда кто-то должен делать, правительство должно делать, а мы должны просто как зрители сидеть и просто критиковать. Да? Если само население каким-то макаром хотя бы по чуть-чуть привлекать к финансированию,
то эта работа будет его личной. Поэтому и он будет, население само будет участвовать в этом. Третье. В условиях нехватки бюджета необходимо обратить внимание на малозатратные статьи, которые могли бы поддержать наше многоязычие, нашу культуру языковую. Во-первых, я имею в виду лингвистический ландшафт. Вот сегодня Римма Романовна говорила, что муниципалитеты, и в первую очередь, наверное, город Якутск, не обеспечивают полилингвального вот такой картины. То есть публичные надписи в городе Якутск, в столице, единственной столице, в которой живут наши сограждане, саха-язычные люди, не обеспечивается паритета в двух государственных языках. Это же не предполагает собой там миллиардные какие-то бюджеты. Там совсем немного. Главное — воля человека, воля первого лица, воля администрации муниципалитета. Поэтому хотелось бы, чтобы в программе вот это как-то отражение имело, чтобы администрации видели, что это важно для республики, руководство для народа. Потом по печатным СМИ, четвертое предложение, которое на языке саха, у нас за время советской власти и за последние годы вот сформировалась уникальная печатные СМИ, которых нет нигде в мире. Да? И вот если сейчас электронные СМИ еще как-то, ну, мы смотрим по опыту мира и по опыту наших российских, других республиканских коллег, да, если электронные СМИ как-то еще функционируют на языках, люди слушают, говорят, да, то читать и писать, вот это все сокращается. Нам необходимо каким-то образом стабилизировать и расширять людей, количество людей, читающих и участвующих в этих делах. Поэтому мне кажется, что хотя они финансируются по другим статьям бюджета, не программой, но нам очень важно, нам очень важно в программе найти место для формирования привычки людей читать письменное якутское слово и привычки людей отвечать на это слово. Если раньше мы наблюдали, что старики обычным письмом через почту отправляли как бы обратную связь, то сейчас как бы эта традиция почти потеряна. Газеты не получают писем. Да? Вместо этого мы должны были бы сформировать такую привычку у читателя, чтобы он писал на сайтах, на каких-то пабликах, которые делают СМИ, чтобы там было обсуждение. Мы вот сейчас с Саха-Википедией вместе делаем проект «Саха-Выбеги календарь». И в этом проекте практически не бывает отклика внизу, потому что люди не привыкли свою мысль писать под материалами на якутском языке, на сайте есть я. Вот это вот формировать тоже нужно как-то в программе это сделать. По школам хотелось бы видеть ежегодный общественный доклад по ситуации по якутскому языку и по языкам малочисленных народов. И это тоже надо внести в программу. Не просто вот Министерство просвещения доклад ежегодный, да, который изобилует, конечно, положительными цифрами обычно, но ежегодный такой общественный доклад, который бы, ну, если он даже общественный, если делается учеными, но все равно маны илех тахтар сагалых тахтар билден тура бу государство жона управление жона духа детцы. И второе по школе — это работа с родителями. Сейчас желание родителя — это как бы достаточно большая сила стала в нашем правовом поле российском. Поэтому в
формирование у родителей ответственного отношения к родному языку очень важно стало. Вот это вот тоже должно бы иметь отражение в программе. Теперь по телевидению, по радиовещанию. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в Якутске нет эфирного вещания НВК Саха уже в течение последних нескольких лет. Это вот беда, я считаю. Вот в Улусах есть, а в городе Якутске этого бесплатного нету. Только кабельное телевидение, только по нему вещает НВК Саха. А это что значит? Это значит, что, во-первых, само НВК не получает денег. Мы сами понимаем, что не только из бюджета оно получает деньги, но еще от рекламодателя. Да? Если до якутского, до столичного зрителя не доходит главный канал этой компании, значит и рекламодатель туда не несет свои деньги. Естественно, о каком развитии может идти речь нашей компании вещателя. И второе, если в семье постоянно включен телевизор, если старшее поколение постоянно смотрит язычный канал, естественно, внуки, молодое поколение, как фон это все, если даже оно не слушает, не смотрит, оно привыкает к якутскому телевидению, оно понимает, что якутское телевидение есть. Когда оно становится старше, естественно, оно становится зрителем, и потом оно опосредованно несет денежку как рекламную. Да? Поэтому это регламент. Ну, еще по телевидению хотелось бы сказать, что необходимо сделать доступными архивы телевидения, прежние, старые. Вот очень слабо ведется работа по этому направлению. Ну и закругляясь, наверное, скажу, что скорее по культуре и по науке, по этим соответствующим ведомствам, это авторские права. Вот, литературные произведения сейчас, часть литературного наследия находится под спудом. То есть невозможно их свободно публиковать в интернете. Вот это вот министерство в Татарстане, например, произведения выкупаются государством, и им присваивается свободная лицензия, и эти произведения уже можно начитывать на аудиокниги, и все это бесплатно распространять, и никто слова не скажет. А вот у нас пока такого нет. Да? И по Министерству науки, тут сегодня тоже говорили про замечательный труд наших ученых, 15-томный словарь. Необходимо бы вот эти все научные публикации, которые делаются нашими учеными, публиковать под свободной лицензией. Когда и другие, в том числе общественники, могли бы брать этот труд бесплатно и распространять дальше. То есть не было бы необходимости самому, например, тому же Институту гуманитарных исследований выбивать деньги и делать приложение специально под этот словарь. Общественники могли бы это делать гораздо дешевле и гораздо быстрее, оперативнее. Ну вот такие у меня предложения. А еще я не озвучил одну вещь, да, по телевидению. У нас нету детского телевизионного канала. Вы сами знаете, тогда как в упомянутых Татарстане и Башкортостане прекрасно работают. Вот то, что сегодня Марков сказал, что детская редакция полностью с прошлого года ушла в YouTube, но это же не от хорошей жизни делается. Вот это вот как бы необходимо было бы профинансировать именно детский канал телевизионный. Тогда и
оттуда бы уже материалы, контент перекочевывал бы в YouTube и в другие платформы. Он барагытыгар истибекетер мақтал, он чаген чебдик болу. Ну вот много раз прозвучало, что муниципалитеты занимают пассивную позицию, да, Сергей Васильевич, в исполнении нашей программы, в участии нашей программы. Вот я сейчас хочу слово передать тоже нашему коллеге-депутату Андрею Михайловичу Находко, который долгое время возглавлял районный совет народных депутатов. Вот, Андрей Михайлович, как сделать так, чтобы муниципалитеты не занимали пассивную позицию, а были активно вовлечены в реализацию нашей языковой программы? Пожалуйста, Андрей Михайлович. Меня слышно? Слышно хорошо. Мария Николаевна, он на ким лехтергер Мухаммахтал, бу бүгүнгү улахан түгүлгө жүллехи салгадан бара турарыгар. Оната манна кыттыбыт, бүгүн кыттыбыт алта народ депутата эре болбатах бигел бакпит бу кайысканы бу программаны өйүр депутаттар. Мен бәйем оттатенет бүтүн курдук эбенеттакка 13 сууфсата сакатылын онна литературетин олорго учутал быхытна тердибикки быхытнан онна сеттехил оскоага директор скоаты директор дәвикки быхытнан вопрос каттан исчурак битен галжабын каттыга тыбын барытынан. Ну, сегодня вот поступило очень много предложений от проведения вот данного круглого стола. Наша государственная программа, я думаю, еще расширилась, содержание еще наполнилось. Вот. Он еще салги, бо государственная программа аяқайысқанан эби күйірен білен бірақтарыттан жүллехилер барақтарын надо ведь, Мария Николаевна. И, уважаемый Сергей Васильевич, вот отсюда вот вытекает резонный вопрос в связи с тем, что в нашу госпрограмму поступает много предложений, целесообразность, обоснованность нашей суммы 56 миллионов рублей. Вот на примере других регионов, почему именно вот 56, почему не 66, 76, в конце концов 156. Вот. Надо вот все-таки сделать какой-то анализ, мониторинг. И мы сегодня действительно тема очень обширная, поэтому мы все болеем этой темой, и отошли от финансовых вопросов и перешли к содержанию, к содержательному вопросу нашей госпрограммы. Как говорится, денег нет, но мы предлагаем создать, но мы предлагаем организовать и так далее. Ну, в перспективе, вот итоги по финансированию, вот, все-таки надо пересмотреть сумму. Мы же должны вот работать именно на перспективу. Вопрос-то глобальный, в сторону увеличения. Есть вот у нас утвержденный порядок в Государственном собрании, председателем Государственного собрания по формированию бюджета Республики Саха-Якутия. Есть там пункт субъект законодательного права. Это группа депутатов может внести в дальнейшем свои предложения с указанием источников. Можем же работать по данному направлению. Также между первым и вторым чтением в рамках второго чтения будет работать согласительная комиссия с членов правительства и народных депутатов. Вот в этом ракурсе тоже мы готовы вместе работать. А насчет муниципалитетов, ну, не знаю, что это же государственная политика. Я не согласен, что на уровне муниципалитетов работа не ведется. Вот. Они тоже в силу своих возможностей работу ведут, чтобы родной язык дальше был поддержан на уровне, вот как я руководитель комитета говорю с полной серьезностью, что
35% населения сельской местности все болеют за эту тему. И мы на уровне сперва что должны предпринимать, что должно предпринимать общественность, население, это ясно. Вот сегодня услышали очень много. Люди работают, несмотря ни на что. И мы должны со стороны правительства и госсобраний, законодательный орган, а также орган, который непосредственно работает по данному направлению, должны поддержать. И мои предложения такие. В сторону увеличения раз. Да, и народные депутаты, давайте подключимся. Спасибо. Значит, слово просит Таратоев Гаврил Григорьевич, директор Института языков и культуры народов Северо-Восточного федерального университета. Гаврил Григорьевич, пожалуйста. Үтө күнүнөн күндү төгүрүгө стол кыттылактара бүгүн олус жүйө кепсети бара турар. Элбек кескиллях эти кидде. Эти чатка барыта эми хорох жон петах жон эти текире турар. Мен билген бәйметилербин хырдатыхпын барын. Во-первых, необходимо разработать национальный корпус языка саха по подобию национального корпуса русского языка с охватом около миллиарда словоупотреблений. Здесь должно быть представлено все богатство языка саха. Это фольклор, литература, публицистика, научные работы. Одним словом, все то, чем мы дорожим и гордимся. Проектом должно заниматься солидное учреждение с привлечением IT-специалистов и ученых, поскольку национальный корпус будет являться лицом нации в киберпространстве. Например, Башкортостан, Татарстан этим вопросом занимаются давно. Они уже разрабатывают национальный корпус своих языков. Это во-первых. А во-вторых, я одобряю предложение Антонины Афанасьевны о необходимости тиражирования опыта АЕКГТ в городской среде. Нужно уделить особое внимание языковому воспитанию подрастающего поколения. Необходимо создать языковую среду, так называемую этнокультурное пространство. В последние годы в городе Якутске из-за того, что не хватает национальных школ, интенсивно идет маргинализация будущих поколений. Дети оторваны от родного языка, и как следствие они оторваны и от этнической традиционной культуры. В городе Якутске функционирует около 40 школ, если я не ошибаюсь. Из них национальными можно считать только 5 школ. Явно наблюдается дисбаланс в этом отношении, поэтому родители Саха вынуждены отдавать своих детей в русскоязычные школы. Вот как раз об этом и говорил Сергей Васильевич. Так, поэтому в ближайшей перспективе нужно организовать работу по обеспечению всех 8 округов города Якутска школами и детскими садами с якутским языком обучения и воспитания и придать этим образовательным учреждениям статус национальных школ и детских садов. В-третьих, для полноценного развития родные языки должны стать языками фильмов, мультфильмов, интернета, современной качественной литературы, цифрового телевидения. И нужно предусмотреть гранты на производство оригинальных мультфильмов на языке Саха. Вот, например, Егор Николаев предлагает создать Саха мультфильм наподобие, как было там, на Союз мультфильма, да? Также на перевод популярных мультфильмов производства Disney, Marvel и других на язык Саха нужно предусмотреть гранты. И помимо этого также нужно предусмотреть, выделить гранты на разработку учебников, об этом многие выступали, говорили, на проведение прикладных и научных исследований по языкам, литературам и культурам коренных народов республики и на осуществление перевода учебников, учебных пособий с русского языка на якутский,
И хочу особо выделить то, что надо обязательном порядке выделить грант на разработку образовательных компьютерных программ. Тинник этен турамын жига этим улус элбэх, оны хорогон этиктылгата мын манныктен этехтен барын. Түрәбиттыл учутылын суылтатын үддетех канада. Ол инниттен бу үрәгін бүтерен үлелі барар учуталга күтчабыта сүз тыйынчыны берер ки, бу түрәбиттыл учуталларын ханатын беғаргөтөте беге холталақ бүттен өйдіқтірі біті болу. Onun çetikilgastık etevin. Баргатыгар сетихини барым. Гавриил Григорьевич, можете остальные, другие, не вошедшие в ваше выступление, предложения в письменном виде нам подать, обязательно мы в протоколы, в рекомендации включим. Ну вот вы сейчас упомянули Егора Николаева, мы его очень хорошо все знаем, бывший редактор нашего юношеского журнала «Хатан», корреспондент газеты «Кым», будучи журналистом, защитил кандидатскую диссертацию, стал научным сотрудником, поэтому он, как никто другой, знает потребности общества, потребности возрастные, которые обособлены возрастными особенностями. Да? И вот, кстати, он предложение такое здесь в чате написал очень хорошее: выделить и организовать деятельность в рамках «Шаг в будущее» республиканской секции «Якутский язык», языки малочисленных народов Севера с призовым фондом, одноразовыми стипендиями на приз нашего Илдархана школьникам за самые лучшие научные исследования, посвященные родному языку. Вот, если мы сегодня говорим о нашей программе сохранения и развития государственных и официальных языков, под официальными языками мы понимаем языки народов, которые живут на территории республики, это малочисленные народы. И сегодня у нас в разговоре участвует Белолюбская Варвара Григорьевна, отличник образования, заслуженный работник образования, член Союза писателей России, и Винокурова Антонина Афанасьевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой северной филологии Института языков Северо-Восточного федерального университета. Пожалуйста, Варвара Григорьевна, вам слово. Спасибо, Мария Николаевна. Очень дельные предложения сегодня были внесены всеми участниками круглого стола, а за организацию, Мария Николаевна, большое спасибо. Вот, надеюсь, что эти предложения, которые были внесены всеми участниками круглого стола, будут реализованы. И очень кратко, значит, я выступлю, потому что так время идет. Так, в целом я хочу сказать некоторые цифровые данные по языкам коренных малочисленных народов Севера. И нужно полагать, что языковая политика в нашей республике направлена всегда на обеспечение 2-3-язычия в северных школах, где русский язык является основным языком обучения, а родной язык выступает как предмет изучения. И даже, значит, в некоторых северных школах дети владеют 5-4 языками. И во всех районах Якутии язык функционирует как часть культурно-познавательных мероприятий, о чем сегодня также говорили, посвященных изучению национальных обычаев и традиций, обрядов, промыслов, художественной литературы на языках народов Севера. И сегодня, как озвучено здесь, озвучило Министерство культуры Республики Саха-Якутия, одним из пропагандистов родного языка и традиционной национальной культуры коренных малочисленных народов Севера стал Театр коренных малочисленных народов Севера, который организует на 6 языках, и народов Севера, и на русском языке, и на якутском языке, что очень примечательно для тех, не только для тех, кто интересуется вопросами языков народов Севера, и для тех, кто, значит, не владеет некоторыми моментами развития традиционной культуры народов Севера. А так, в общем, в школах Якутии изучают юкагирский язык только 104 человек. Вы все знаете состояние юкагиров. Чукотский язык 66, эвенский язык 664, эвенкийский 1123 человека, а долганский только 132 школьника.
И кроме того, значит, как предмет родные языки народов Севера изучаются в стационарных 21 кочевых 7 школах республики, но, к сожалению, что за последние 5 лет количество школ с севенским языком изучения из 18 сократилось до 13, с венгерским языком из 17 осталось только 11. А общее количество школьников, изучающих родные языки народов Севера, значит, в 52 школах составляет 3563, чуть-чуть немного выше, чем в 2017 году, когда было 3082 человека. И, конечно же, здесь мы говорим о том, что особенно мы, коренные малочисленные народы Севера, и особенно наша традиционная культура, родные языки, значит, особенно нуждаются в государственной поддержке. Так было всегда с 20-х годов, так и сейчас, но все равно, значит, особенно сейчас мы, когда традиционная отрасль оленеводства, значит, идет в упадок, а оленеводство всегда было колыбелью родного языка для детишек, для всех народов, коренных народов Севера. И, значит, с этим уходит в прошлое кочевой уклад жизни, и особенно родной язык. И поэтому, значит, я хочу ваше внимание обратить на то, что одним из главных направлений поддержки дальнейшего развития и возрождения, сейчас мы должны говорить не как таковые о развитии, а о возрождении официальных языков, является экономическая защита, экономическая поддержка, которая предполагает целевое бюджетное и иное финансовое обеспечение государственных, научных, образовательных программ, направленных на дальнейшее развитие языков народов Севера. И в данной связи необходимо изыскать финансовые средства на поддержку этих языков. И, значит, финансовая поддержка, конечно, мы не можем сказать, что совершенно обделены вопросами поддержки государства, но все равно, значит, где-то что-то недостает, недоучитывается. И особенно, конечно, сейчас, когда деньги решают все, мне кажется, нам особенно нужна вот эта экономическая поддержка для дальнейшего сохранения языков, а через языки культуры народов и через культуру, значит, уклад жизни народов Севера. И поэтому перехожу на некоторые предложения. Первое, значит, об этом говорили, но все равно я как носитель родного языка, как представитель венов, значит, желаю, чтобы на переиздание, разработку учебников, учебных пособий, словарей на языках народов Севера было бы, значит, целевое финансирование. А нужно полагать о том, что особенно на развитие венского языка мы поддерживаемые сильно, как говорится, и со стороны издательства «Бичих», со стороны Министерства культуры, со стороны, значит, НВК Саха-Якутия и других направлений, СВФУ имени Герсена и тому прочее. Но сейчас особенно нам нужна разработка, издание книг, словарей. Это очень необходимо, потому как то, что было создано, например, по сохранению грамотности письма, грамотности устной речи, то без учебника, без словарей, без учебных пособий, без программ никак невозможно развивать дальше язык. И, значит, здесь предыдущие выступающие говорили, Павел Валерьевич это озвучил, что нужен эталон.
эталон, какой-то эталон. Это эталон, на который должны равняться по всем направлениям развития народов, сохранению и поддержке народов. Это очень необходимая вещь. И здесь я хочу подчеркнуть, что через эти учебники, учебные пособия и словари идет культура письма и устной речи, без которого мы не можем развиваться. И неукоснительное соблюдение орфографического режима, соблюдение правил письменной и устной речи, начиная со школы, с начальной школы. Вот когда сейчас мы смеемся, когда смотрим небольшие видеоролики, что поздравляю вас с первой снегой и первой морозой. Скоро мы также, видимо, на родном языке также будем писать, когда, как сейчас некоторые пишут, что не себя на Ховен, не Охотск, а Охотск, не Хабаровск, а Хабаровск. Это никуда не годится, друзья. И второе предложение, это, значит, финансирование необходимое, экономическая поддержка необходима для проведения учебных научно-исследовательских экспедиций в районы проживания народностей Севера, в Улусы. В-третьих, на организацию курсов повышения квалификации учителей родных языков, значит, при стенах, значит, Северо-Восточного федерального университета, института народов Севера и Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Необходима поддержка в организации курсов повышения квалификации учителей родных языков, что также было планировано раньше в университете нашем, а без финансовой поддержки так и это предложение осталось там. Дальше. Сейчас мы говорим о том, что надо читать, надо научить читать, нужно грамотно писать. А то, что было создано для наших народов в далекие 30-е годы, все это остается за бортом преподавания, за бортом изучения языков. Поэтому, мне кажется, я очень слезно прошу, вот что необходимо очень переиздание произведений художественной литературы на языках коренных малочисленных народов Севера. Переиздание тех, кто выпустил художественные книги на языках народов Севера. Это, конечно, очень эталонно было бы и очень необходимо для развития языка. Следующее, значит, такое предложение, что в этом году по указу главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева было озвучено такое очень полезное дело, что ежегодно проводить День оленевода. И это является заметной поддержкой дальнейшего развития и традиционных отраслей, и духовной культуры этносов, и особенно родного языка. И поэтому, значит, в этой связи я хочу, значит, выразить предложение, озвучить предложение по поводу одного мероприятия в нашей республике. В этом году для эвенского народа произошли знаменательные события, что было недавно 110-летие основоположника эвенской литературы Николая Савича Тарабукина, уроженца Момского района, столетие поэта прозаика Платона Ламутского, которые начинали впервые преподавание родного языка, начиная с Момского района и дальше по Якутии. Это основа образования, основа художественной литературы, основа духовности. И 80-летия народного писателя Якутии Андрея Васильевича Кривошапкина, 75-летие первого эвенского композитора Петра Старкова, 75-летие эвенского писателя Марии Прокопьевны Нулганать. И поэтому в следующем году, 2021 году, в Момском районе, ставшем колыбелью эвенского языка и литературы, культуры, намечено проводить Дни эвенской культуры и литературы «Звон летящего аркана».
И очень прошу, значит, финансирование, целевое финансирование вот этого мероприятия, это республиканское мероприятие, это объединение, это возрождение, это дальнейшее развитие, финансовые средства на это мероприятие. Варвара Григорьевна, спасибо большое. У нас регламент. Я вас очень прошу закругляться. Ладно, Варвара Григорьевна? И, значит, это мое было последнее предложение, но, слушая выступление, еще прибавилось одно. Открыть рубрики на языках народов Севера в газетах Республики Саха-Якутия и в районах. И еще одно предложение. Значит, эти экпиттерин куддук оған Аллах кырдырюлери ағыяк таминуталях болдон беге телевидение батыгар, онна радио батыгар, әме киллерге әтиге тошчоны бияқ олықан көмі болу әті. Олықан бағы бары гытыгар, бары күтіөне бағарабын. Ага, Варвара Григорьевна, спасибо. Антонина Афанасьевна, у вас есть что прибавить? Прозвучало очень много предложений. Вы на связи, Антонина Афанасьевна? Винокурова Антонина Афанасьевна. Да, здравствуйте. Добрый день, уважаемые слушатели круглого стола, Мария Николаевна. Действительно, сегодня очень такой продуктивный разговор вышел, и то, что озвучила Варвара Григорьевна, конечно же, имеет место быть, и мне бы хотелось, конечно, прибавить еще по подготовке кадров, целевой подготовке кадров, именно на кафедре северной филологии, потому что мы готовим специалистов по филологии и педобразованию для северо-востока Российской Федерации. Но сейчас, конечно же, мы говорим о целевой подготовке местах компактного проживания по Республике Саха-Якутия. И мне бы хотелось, значит, во-первых, озвучить два таких основных момента. Все, что по языковой политике Варвара Григорьевна озвучила, и вот мне бы хотелось сказать по специалистам, да? Для поддержки специалистов, владеющих языками коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, предусмотреть доплату к заработной плате к окладу 15%. Раньше именно вот такая доплата практиковалась для учителей кочевых школ, сельских школ. Я сама, когда поехала работать учителем в кочевую школу, эту доплату получала. И это, конечно, было очень большим подспорьем. Дальше, специалистам с высшим образованием. Вот сегодня озвучил тоже Гаврил Григорьевич Таратоев по молодой специалист на селе. Ой, так. Что-то у нас со связью случилось. Здесь можно было бы, конечно же, в рамках этой программы включить, в общем, предусмотреть для того, чтобы мотивировать специалистов по пропаганде и развитию родных языков и литературы. И, конечно же, значит, мне бы хотелось сказать о том, что предусмотреть ежегодное финансирование изданий серии «Памятник этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», которое было, значит, начальным источником этой идеи, конечно, это был Василий Афанасьевич Робика. Я думаю, что вот это вот надо бы продолжить именно этот проект. Спасибо большое. Ага. Вот и хочу сейчас слово предоставить представителю родительства. Это наша Вильяна Никитина, активистка, человек, который участвует во многих мероприятиях, связанных с вопросами воспитания, представители родительского сообщества. Вильяна Никитина, вы у нас на связи. И заключительное слово я бы хотела попросить сделать Сергея Васильевича Местникова. Вильяна, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что мне дали слово. Конечно, очень мы рады, что наконец-то есть финансирование в этой программе. Программа очень... Мы тоже участвовали в обсуждении программы. И хотелось бы добавить, что нужно большое внимание уделить именно информированию родителей, что о пользе билингвизма, о пользе родного языка, потому что сейчас родители не все понимают и не очень стремятся
изучать родной язык, а чтобы дети их говорили на родном языке. Они думают, что вот зачем нам якутский язык, в будущем это не понадобится и так далее. Мы ЕГЭ сдаем на русском языке, поэтому нам лучше готовиться к ЕГЭ на русском языке. То есть таких родителей, к сожалению, сейчас становится все больше и больше. Тем более вот мы вот проводили проектные исследования, да, в УЛУСах, и там дети в детских садах уже начинают говорить на русском языке. Мы думали сперва, что это только в городе Якутске, но это и в сахаязычных селах тоже такая картина. То есть родители не обращают внимания на общение с детьми. Они сидят в интернете, дети сидят в интернете. То есть тут должна проходить массовое информирование родителей. Это во-первых. Во-вторых, нужно создавать контент для интернет-ресурсов на родном языке, как и на якутском, так и на языках коренных народов, коренных малочисленных народов. Еще вот сейчас, думаю, необходимо проводить исследования состояния языка, использования в семьях. Это необходимо для того, чтобы иметь действительную картину, какова ситуация сегодня. Мы начали, но это в связи с пандемией, конечно, сейчас ситуация усложнилась, но если будет финансирование, то Институт гуманитарных исследований, вот у нас был консультантом Нина Иннокентьевна Иванова, и хотели бы провести такое исследование. Ага, хорошо, Вильяна, спасибо большое за предложение, но в свою очередь хочу добавить, что вы сегодня услышали, какой широкий спектр работы программы, да, и в свою очередь я бы хотела тоже заручиться поддержкой в вашем лице от сообщества родителей, что с нашей стороны, вот со стороны правительства, депутатов, работников, реализаторов этой программы, чтобы была обратная связь со стороны родителей. В этом нам понадобится от вас очень большая помощь. Вот хочу на это обратить внимание ваше. Да, конечно, мы готовы к сотрудничеству, мы очень рады вместе работать. Спасибо. Сергей Васильевич, я прошу извинить меня, потому что Ольга Ивановна Семенова, руководитель нашего издательства «Каскиль», просит слова, наша коллега, она долго ждала. Пожалуйста, Ольга Ивановна. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники круглого стола. Мы все понимаем, что наше издательство работает давно, и в эти 2 года мы переживаем такую серьезную реформу. Мы начали делать не только периодические издания, но и продолжаем это в духе формирования диджитал-форматов периодических изданий. Таким образом, мы сейчас делаем видеоконтент и аудиоконтент для детей на родном языке. Это первое, что я хочу отметить. И в связи с этим я хочу поделиться с вами наблюдениями. Даже дети, когда смотрят YouTube, они однообразный контент не смотрят более 3 минут. Вот в этом и заключается одна из проблем. Второе это то, что мы сейчас имеем возможность помогать коренным малочисленным народам Севера получать какие-то финансовую поддержку и включаться, и активно отрабатывать с ними те материалы, которые они готовы предоставить своим детям. Вот недавно мы получили с НКО «Алагун» грант по изучению и поддержке ирныкийского языка из Жиганского района. В связи с тем технопарк Айсквант Жиганского района получили набор компьютерной техники, на котором они собираются делать анимационные фильмы. Но это зависит от того, насколько вообще какую-то инициативу проявляет сам район. Третий момент, на котором хотела я бы остановиться, вот и ведение круглого стола, и участие в круглом столе
доказывает еще раз то, что мы в идеальном направлении, то есть в части идеологии, все понимаем, что мы должны делать. Понимаем мы также и в процессуальном плане, как мы это должны внедрять, от кого финансироваться, кого финансировать. Но, к сожалению, результаты сейчас, очень много результатов получают те, кто занимаются вообще персонификацией доставки информации. Да, доставки информации, все мы переживаем этот процесс. Сейчас даже родители и дети смотрят информацию, если эта информация касается именно его. Да, именно его. И сегодня мне было очень радостно слышать то, что мы будем делать портал. И у нас есть пожелание сделать этот портал максимально интегрированным со всеми образовательными платформами Российской Федерации, потому что мы все понимаем, что все образовательные программы сейчас разделены на несколько образовательных платформ. Это Google Class, Яндекс.ру и многое-многое другое. И что сейчас для детей и для родителей персонифицировано? Это, конечно же, отметки в школе. Вся информация, весь контент, если вшить туда, мы можем получить и реальные результаты по сохранению и развитию родного языка. Но это банальность, если вот просто вот сентиментально смотреть. Если ребенок получает отметку 2 родителю по мобильному приложению, вы сейчас персонифицированный учет все ведете, у всех есть банковские счета, мобильное приложение Сбербанк, и вы получаете здесь актуальную информацию. Если вы здесь получите отметку 2 и определенный контент, поддерживающий эту отметку 2 на родном языке, то вы невольно будете становиться участником формирования родного языка у вашего чада. Если ребенок получил отметку 4 и получил, например, если даже пословицу на родном языке вместе с этой отметкой 4 или 5 или 2, без разницы, то он уже невольно становится читателем этого контента. Этот контент до широту распространения этого контента и в подробности в эти я вдаваться сегодня не буду, потому что мы совместно с Министерством образования и с Министерством цифрового развития нашего ведомственного направили свои предложения в адрес Сергея Васильевича, и я думаю, что мы будем поддержаны. И Федосией Васильевной вот мы недавно тоже выпустили специальный номер журнала «Колокольчик», где были опубликованы комиксы на родном языке коренных малочисленных народов Севера, конкурс, который проводил Академия наук нашей республики. И дети, они, когда мы разговариваем с ними, они говорят, они хотят на основании этих комиксов посмотреть свои мультфильмы. То есть там есть сюжеты, там есть герои, там есть рисунки. Просто осталось внедрить это в сервисный проект республики. И хочу отметить в конце, что недавно, вот на прошлой неделе буквально, министр просвещения Российской Федерации отметил, что России нужна своя социальная сеть в формате ТикТока, и для сохранения якутского языка тоже такая сеть нужна, которые мы называем сервисными проектами. Поэтому в государственную программу языка 1,5 года назад мы тоже отправляли в Министерство образования свое предложение о внедрении подобного сервисного проекта. Поэтому мы будем участвовать, конечно же, активно и будем внедрять это в жизнь с помощью наших народных депутатов и правительства Республики Саха-Якутия. Спасибо. Ольга Ивановна, Пожалуйста, очень интересных инструментах вот в реализации программы, но, к сожалению, дорогие коллеги, давайте, значит, уважать друг друга. У нас уже запланировано у многих на 2 часа мероприятие, а сейчас 13:43. И, пожалуйста, Сергей Васильевич, заключительное слово хочу предоставить вам. Слушаем вас. Да, спасибо, Мария Николаевна. Очень коротко, чисто организационно, поскольку достаточно подробно содержательную часть обсудили, уже почти 3 часа обсудили. Это своего рода такая стратегическая сессия, это своего рода такой мозговой штурм. Прозвучали очень много идей и предложений. Это не только от официальных лиц, но и от общественников, от
людей, которые проявляют активную жизненную позицию. Поэтому я организационно предлагаю вот составить некий такой реестр, список всех абсолютно идей, которые сегодня прозвучали, да, не откидывая ни одно предложение, и в формате таблицы там и так далее, и, соответственно, поручить значит, рабочей группе, либо значит, создать определенную группу и нужно систематизировать эти предложения, потому что некоторые предложения они друг друга повторяют, некоторые предложения не требуют еще более комплексного обсуждения, и потом уже какой-то некий результат вынести на такое окончательное, потому что некоторые из них войдут, наверное, я думаю, в государственную программу, некоторые, вот правильно Федосия Васильевна говорит, что некоторые, они за рамки государственной программы входят и, соответственно, требуют уже исполнения на уровне ведомств, министерств и ведомств, муниципальных образований, общественных организаций. Поэтому все эти предложения я предлагаю систематизировать, а потом уже приступить к реализации. Спасибо, коллеги, очень интересное обсуждение. Я готов во всех форматах участвовать активно. Сергей Васильевич, очень интересное предложение вы сейчас озвучили, создать некую рабочую группу. Это было бы действительно очень хорошо. Вот до второго чтения бюджета и по детализации направлений деятельности программы, это могла быть такая постоянная рабочая группа. Если вы не против, мы, Феодосия Васильевна, хочу с вами быстренько посоветоваться. Давайте мы тогда подумаем, подготовим примерный проект, состав члена рабочей этой группы, и чтобы это при Сергее Васильевиче рабочая группа постоянно работала и мониторила состояние нашей государственной программы, ее дальнейшее развитие и, конечно, самое главное, узкие места, чтобы оперативно как-то реагировать и учитывать в работе. Ну, тогда это и будет результатом нашего сегодняшнего круглого стола, дорогие коллеги. Я думаю, со стороны депутатов, со стороны, значит, участников, ну, скажем, вот этого сообщества языкового и родительского сообщества, такую рабочую группу создадим, проект состава этой группы мы вам внесем. И, конечно же, наш сегодняшний круглый стол полностью будет в записи. Нас тут здесь просят разместить его в YouTube. Я думаю, что это возможно технически сегодня, да, и, конечно, то, что в чате написали, более 20 предложений в чате у нас внесли, тоже мы это включим в протокол, и эти материалы, я думаю, где-то в начале следующей недели, Сергей Васильевич, вам несем. Спасибо всем, спасибо, дорогие коллеги. Еще раз давайте порадуемся той хорошей новости, с которой поделился наш Август Васильевич, что наш регион самый читающий, несмотря ни на какие сложности, мы большие патриоты все, и поэтому только сегодня состоялся такой содержательный разговор, и я надеюсь, что наша программа будет не только на бумаге, но и в деле, и в жизни, и будет способствовать тому, чтобы наша языковая среда он биге агя хасанах народтар быттыллара хабыт сиригер чечери хайдарын тугар ихяка баргамактал болын кыттыгар бару үтүөнү чүгери робар жоллах бол балары мактыл беттахай кепсети волла бахыба